Я рада вас видеть, Аселя. Я Благодарю тоже. вас за то, что вы уделили время. И Спасибо, что это вот в пригласили. контексте общего развития все вообще процессов, в том Мгм. числе миграции. И хотелось бы, вот, чтобы узнать мнение наших соотечественников за рубежом, Мгм. обменяться мнениями, и, может быть, какие-то уже делать выводы, может быть, рекомендации, да, в частности, по каким-то определенным направлениям и сферам. Но прежде чем мы будем глубоко говорить о развитии, мне бы хотелось, Мгм. чтобы вы немного рассказали для наших подписчиков о себе. Ну, во-первых, коротко о том, что происходит для наших подписчиков. Мгм. Я на своей страничке открыла небольшую рубрику. Она называется «Мекендеш», соотечественник, Мгм. в рамках которой я планирую беседу с нашими соотечественниками за рубежом на разные темы, но в частности это вокруг развития вообще, вокруг процессов, происходящих в рамках развития Кыргызстана. Ну и, конечно, в условиях глобализации это касается развития других стран тоже, да, то есть Мгм. это как бы неотъемлемая часть сегодняшнего процесса. И Мгм. вот в рамках этой рубрики мы уже провели одну беседу с нашим соотечественником в Соединенных Штатах Америки, в Чикаго. Ренат Самудинов недавно был с нами. На мой взгляд, это была очень такая продуктивная встреча, где Ренат отметил очень много важных процессов, которые происходят в Кыргызстане. В частности, это и социальная, и экономическая, и политическая ситуация. Он коснулся и партийного строительства, и в том числе озвучил свое мнение по каким-то вопросам касательно, очень важным вопросам касательно, допустим, формы правления, да, в Кыргызстане, развития бизнеса и взаимоотношений между Америкой и Кыргызстаном. То есть очень много таких концептуальных важных вещей для развития, для того, чтобы, может быть, в том числе представители власти, которые могли бы это вот Мгм. принять к сведению. Да? Сегодня наша встреча с солнечной Японией. У меня на связи, вот мы видим прекрасную Асель. Асель очень-очень много лет, 17 лет, да? Если быть точнее, 17 лет проживает в Мгм. Японии. И попала она туда не случайно, но при этом, можно даже сказать наоборот, случайно, да? Но при этом она неоднократно подавала в японские университеты, в японские, и вот об этом, и, может быть, о том, чего мы не знаем, нам расскажет Асель. И первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о себе. В какой семье Мгм. вы выросли? Какие были Мгм. ценности? Вот в целом все, что на ваш взгляд повлияло на то, чтобы сформировать вас как личность. Мгм. Наверное, как бы с точки зрения именно вот вашей темы, да, вашей рубрики, да, наверное. В общем, я абсолютно советский ребенок. Я росла в советское время, я была и пионером, и даже успела комсомол захватить. И нас воспитывала мама, она одна воспитывала нас, то есть, ну, когда маленькие были, еще родители развелись. Вот, и у меня был братишка, потом позже родилась сестренка, она практически, ну, мне уже было 13 лет, я так считала себя очень взрослой, практически как свою дочь. Потому что мамы наши в то время работали все. Вот. Что касается ценностей, наверное, самое основное, я так думаю часто, что нам дала мама, хотя она так не считает, она считает, что она нам не дала многого, потому что всю жизнь работала. Вот. Но я считаю, что она нам дала свободу. Вот самое, наверное, главное, что мне, вот, наверное, дало мне формирование, да, меня как личности, скажем так, она давала нам полную свободу. То есть практически контроля никакого не было. И как раз-таки именно поэтому у нас была ответственность. У меня была просто завышенная ответственность, я должна была, ну, то есть, если я кому-то что-то там должна была сделать или какие-то обязательства были, ну, это еще, наверное, советское общество, да, влияло так. Тогда все такие, наверное, были. Вот. И второе, это, наверное, любовь к творчеству, к культуре. Мама пела, танцевала, выступала на сцене даже. То есть это было ее хобби, это не основная ее деятельность, она бухгалтер вообще-то. Вот, но она участвовала в всех конкурсах. Я выросла, родилась и выросла в поселке Актюз. Может быть, слышали, может быть, меня тут актюзские видят. Всем привет. Вот. Это был такой небольшой горнорудный поселок, тогда таких много было, он как бы полусекретные такие, почтовые ящики раньше назывались. Вот, потому что там добывали руду, она была такого всесоюзного значения. Вот, и
За счет этого там было очень хорошее обеспечение, не только материальное, в том числе у нас была очень сильная школа. Вот что я хотела Это сказать. было московское обеспечение, да, по тем временам? Московское обеспечение, да. Московское обеспечение, то есть было там, получается, и с продуктами питания, в первую очередь, в советское время это было важно, и со всем остальным. И плюс у нас была очень сильная школа, потому что там аккумулировались все такие, знаете, специалисты. И поэтому школа была тоже, там были очень сильные учителя. Наши выпускники учились в центральных вузах, в центральных тогда назывались это Москва, Ленинград, Новосибирск, да, вот академгородки и так далее. И там, вот нам даже рассказывали, что в Новосибирске, допустим, наших выпускников узнавали по названию нашей школы, то есть их как-то принимали даже, ну, как бы с удовольствием, скажем так. Вот, и мама моя тоже мечтала, что я после окончания школы, она так и говорила, что я поеду учиться в Москву, там, ну, или в Питер, да, Мгм. допустим. Вот, ну, потом Мечта. наступили, да, да, была мечта. Ну, это как бы все было реально на самом деле. Но наступили 90-е, значит, наступила там, значит, вот перестройка. Я поступила в Бишкек, в БГУ. Причем как раз мы когда поступали, это был 92-й год, тогда был такой вот, знаете, беспорядки начались, нам говорили заранее, что никто не поступит, даже не пытайтесь. Из-за этого, несмотря на то, что у нас был очень сильный класс, из нашего всего класса поступили в вузы, именно только я еще один одноклассник медицинский поступил. Почему? Не потому, что все там провалили, а просто не пошли, не подали документы в вузы. Просто потому, что сказали, что бесполезно. А я как бы вот, Мгм. ну, упорно, может, где-то упрямо пошла и подала в 2 вуза на всякий случай. И, как ни странно, меня взяли в оба вуза. Это был национальный французский язык. Я любила в школе французский язык очень. И он же мне помог поступить это вот в БГУ на востоковедение. А востоковедение тогда было вообще по республике только второй год набора, второй набор был. То есть школа востоковедения в то время... Что-то я, наверное, сильно долго. Вы мне, если что, тормозите. Нет, это очень интересно. Да. А почему Если что, востоковедение? Вопрос сразу. ну, если честно, вообще очень так, ну, как бы случайно. Потому что я подавала вообще-то на французский, а, это как романо-германский, да, тогда назывался, вот, в национальном. И потом просто мы ходили по всем вузам и смотрели, где похожие экзамены, потому что в то время не было тестирования, были экзамены, нужно было сдавать, да, там по 3, по 4 экзамена в каждый вуз. И чтобы попасть по предметам, потому что готовиться было, ну, как бы понятно, да, что нужно было более основательно. У меня учебники стояли вот так вот с пола до стола. Я обложилась за 2 месяца, это самое. Ну, потому Итоговедение. что желание, мечта поступить. Нужно было мне вот кровь из носа нужно, потому что я не представляла в то время, ну, советский ребенок, да, я не представляла, что такое не учиться в ВУЗе, чем я буду заниматься. Хотя я так понимаю сейчас, что это, в принципе, ну, можно было бы, наверное, где-то как-то устроиться. Но в то время это было просто как бы, ну как, а что еще есть? Что еще может быть? Вот. Ну, в общем, вот, ну, вот, то есть я востоковедение просто как бы подала, потому что были похожие экзамены. Но на выбор, когда я уже выбирала, я хотела на французский, значит, на выбор повлиял очень сильно мой Тайке старший, Аталай Курманов. Он известный художник, в принципе, он очень долгое время, многие годы возглавлял Союз художников республики. Вот прям до последнего он просто уже как бы, ну, пенсионный возраст, он уже отпустите меня на отдых, но его все равно сейчас приглашают, там, привлекают, я так понимаю, к общественной работе. Вот. И, в общем, так получилось, что в городе, когда я с Актюза приехала, были из родных только вот они. То есть вот такие жили они. И вот он мне как-то сказал, что когда я ну, вот, стояла перед выбором, куда идти, он сказал, перспектива все-таки у японского языка, востоковедения. Вот, и, в общем, вот таким образом я попала, но я не пожалела, если честно, я ему просто не могла как бы противоречить, ну, как бы послушно пошла, но я про себя подумала, что я там побуду, пока французские там были каникулы. И хотела, если что, потихоньку перейти, потом опять вернуться во французский, извините. Вот, но я когда пришла на занятие первого японского языка, у нас был учитель японец,
Когда вот только начали первые слова, первые буквы, мне стало очень любопытно, интересно. Я языки люблю вообще, и я осталась. Вот, потом, А во сколько конечно, времени потребовалось, чтобы этот язык усовершенствовать? язык вообще всю жизнь учим. Вы, наверное, знаете, даже мы же даже родной хорошо не знаем. Ну и русский в том числе, да. Я считаю родным кыргызский русский, но язык это такая вещь, которую изучаешь всю жизнь. Мы до сих пор его учим, можно сказать. Вот. Но работать я начала практически по приезду в Японию. То есть я училась, я параллельно подрабатывала в той же компании, в которой я потом осталась работать. Я 12 Вот, лет а можно вот проработала. до Японии, Аселя, вы, насколько я знаю, я просто в 2001, по-моему, году пару раз была на обучающих мероприятиях японского центра, О, и да, да. когда я узнавала вас, вы и там работали, вы там были Я работала. волонтером, вы там работали над языком, да, и, ну и в то же время это повлияло как бы на ваше последующее будущее. Ну, в общем, если в двух словах, я после универа попала в японский центр на работу. И, в принципе, даже не планировала в Японию ехать, потому что мне считалось, что у меня хорошая работа, престижная в то время. В то время посольства японского не было, и японский центр выполнял функции в том числе и посольства. Посольство нас курировало из Алматы, но какие-то определенные функции делали мы. Вот. И, а, ну, в общем, в Японии не собиралась вообще. Но когда в японском центре просидела где-то лет 5 или 7 уже, да. Ну, в общем, в общей сложности я 8 лет проработала там. Мне стало... А в какой момент? Ателя, вы вот, если вы не собирались в Японию, в какой момент вы решили подавать японский вуз? Ну, вот где-то, наверное, на третий, четвертый год, что ли, мне стало скучно. Я работала там секретарем вот, в приемной. А потом, когда японский центр тогда курировал японский МИД, потом он перешел в Джайка, вот то, что сейчас Джайка курирует, ну, сейчас уже тоже, да, как бы наполовину. В общем, не вдаваясь в детали, а, где-то вот на третий, четвертый год, что ли. Ну, в общем, я была на приеме секретарем, а потом уже перешла в административный отдел при Джайка. Но уже до того мне стало скучно. Ну, секретарем всю жизнь, как бы я думала, ну как, вот что-то уже хотелось роста. Вот, я Больше, начала больше и подавать. другого. Да, я начала подавать, и понятно, что сразу не прошла, несколько лет подряд, и уже последний раз это было Там был возрастной ценз до 31 года. И вот я, по-моему, где-то в 30 лет подавала и думала, вот все, последний раз, не хочу больше. И как бы вот, видимо, вот это и сыграло наоборот, что я так расслабленно сдала, расслабленно подала, там было 70 человек на место, по-моему. И когда А меня пригласили, специализация? маркетинг был. Маркетинг, мне тогда это было вот, ну, тогда так вообще такого слова мы тогда не знали. Ну вот мне как-то Да, было интересно. ну, да. Да, и там нужно было написать план на японском языке, почему я хочу изучать маркетинг. Вот я писала, что в Кыргызстане мы даже такого слова не знаем, нам необходимо, потому что у нас развивается бизнес, в том числе малый и средний бизнес и так далее. В общем, видимо, ну как-то вот Тебя победили. интересно стало, да. Либо еще, вот я всегда говорю, что японцы любят, когда, как это, настойчивых, да? Я, кажется, даже русский язык начала забывать. Когда стучишься в одну дверь. Когда долго стучишься, тебе откроют. Вот. Видимо, они уже подумали, ну, блин, достала, 5-й год подает. А Дадим вы ей шанс. подавали в один и тот же вуз несколько раз, да? Или это были А, разные вузы? это была программа Минобразования, и там вузы можно было выбрать после. То есть сначала нужно было подать на стипендию. Сначала Минобразование Японии отбирает студентов, ну, то есть абитуриентов по программе, а потом уже договариваешься с вузом, какой тебя примет. И если вуз принимает, ну, то есть ты им говоришь, что вот у меня стипендия есть. И, в общем, вот, с универами тоже, с вузами тоже была Василий, отдельная история. То есть, когда я уже прошла, ага, да. То есть вуз говорите? меня Ага. еще первый не принял на Хоккайдо. Я подавала на Хоккайдо, я почему-то решила, что в Токио сложно будет. А, Хоккайдо университет мне написали, что ну, спасибо, что вы нас выбрали, но у нас нет специалистов по вашей именно направлению.
именно из стран СНГ, тем более Центральная Азия, было для японцев что-то новое. И, в общем, я с ними переписывалась, но они мне так как-то долго думали, и я за это время подала вот во второй Хитоцубаши университет, это в Японии, считается один из известных, он почему-то в мире не так известен, как Токийский или Васеда, но вот в Японии считается особенно вот эконом направление, довольно известно. Это мне потом понятно стало, когда я уже отучилась, пошла на работу. На работе он уже как визитная карточка моя сыграла, то есть работала. Когда я ходила на встречи, если ты говоришь, что ты закончил Хитоцубаши, то там как бы принимают по-другому. А вот Был тогда, такой когда вы плюс. подавали, у вас уже были планы остаться в Японии, или это уже случилось позже? Тоже, вот честно, я приехала, буквально думала на 2 года, ну, если получится дальше подавать, я как бы, это была подготовительная такая исследовательская работа, 2 года. А потом можно было подать на магистратуру и так далее. Но я к этому времени уже магистратуру в Бишкеке закончила, там полуочно, полузаочно было при национальном. Поэтому вообще не собиралась, потому что у меня как раз, когда я ехала в Японию, у меня родилась дочка. И я вообще не собиралась. Я думала, семья, ребенок, зачем, какая мне Япония вообще? Я когда приехала, я сначала первые дни думала, зачем я вообще сюда приехала. И я думала, что вот 2 года и все, ну как бы вернусь. Но я за это время начала подрабатывать в японской компании. И когда я уже уезжала, я пришла к ним и сказала, что вот у меня виза заканчивается, работа, ну как бы учеба заканчивается. а, я попрощаться. Вот. А в компании сказали, давайте, может, вы у нас поработаете, мы возьмем вас как постоянного сотрудника. И я подумала, ну, если чуть-чуть там подзаработать, почему нет? Осталось. И вот так вот чуть-чуть на 12 лет застряла. Вот можно остановиться вот на этих 12 годах, которые вы проработали в этой компании? В чем особенность японских компаний? Какая культура, М. корпоративная культура? Вот одним словом сложно, да, сказать. Ну, это как бы в 2 словах, особенно про японские компании. Но если вот лично про меня, А, то есть я могу еще сравнивать. Я попала в малую компанию, то есть маленькую такую, можно сказать, полусемейную компанию. В Японии их очень много. То есть большинство компаний это малый и средний бизнес, понятно, да? И открывать их, ну вот как наш, например, ну то есть я на своем примере буду говорить, я не скажу, что это все так, да? А у нас директор, который открыл компанию, он всю жизнь проработал, ну, пожизненный найм, да, знаете, в Японии, да, пожизненный найм, то есть люди поступают в одну компанию и работают до последнего. Вот он где-то с 30 с лишним лет таким образом проработал Mitsubishi Soken, это исследовательский институт Mitsubishi. То есть в Японии есть такая еще система, я немножко отхожу до лирически отступления, если что, мне Нет, возвращайте в нет, очень русло. интересно. В общем, есть такая система, наверное, это в мире единственное только в Японии, когда крупные корпорации открывают свои исследовательские, ну, такие НИИ, да, научно-исследовательские институты. То есть это вот не как у нас там Академия наук, например, а частная компания, частная корпорация открывает для себя такой вот институт исследований. И это есть у каждой компании практически. Ну, у крупных я имею в виду. Вот, и он получает, ну, такой вот синктанки, да, так называемый. Вот он работал в такой корпорации, в таком вот НИИ, то есть он ученый до мозга костей, он не бизнесмен практически, не предприниматель. Ну вот он, когда вышел на пенсию, то есть ушел с компании, он открыл эту свою маленькую компанию и перенес сюда проекты ну, со своей компании, которая перестала заниматься этими проектами. Это были проекты по линии МИД Японии, Министерства иностранных дел, для России. Для России СНГ в свое время, ну вот потом получалось, что только Россия в основном. Мгм. Вот. И я работала, получается, в основном по российскому направлению. И вот с самого первого дня я все мечтала, что хочу работать с Кыргызстаном, с Центральной Азией. Ну, как-то вот не получалось. Каких я там только не предлагала проектов нашему директору. Это вообще, конечно, первый год у меня был такой вот прям азарт. Вот. Ну и параллельно как бы училась работать, как сначала я работала на вторых ролях, то есть черную работу делала, да, практически. Потом перешла я была как ответственной за общение с МИДом, с Министерством иностранных дел и с компаниями, которые принимали наших стажеров на бизнес-стажировки. Вот, я Зря. А общалась. удалось продвинуть какой-нибудь центральноазиатский проект или, ну, для А это Кыргызстана? вот, если здесь есть кто вот знает,
я привозила, ну, как я привозила, я координировала вот эти крупные конференции, когда приезжали из Японии вот 50-60 человек японцев, это было 13 корпораций крупных в области инфраструктуры. Мгм. Начиная с Мгм. 2015 года мы начали с ними работать, но в 2015 году это был вот как получилось, это значит объявляли Минтранс Японии. В Японии есть большое министерство там, транспорта, инфраструктуры, земель и туризма. Все в одну кучу, это очень огромное такое ведомство. И они там знакомый просто, так получилось, что знакомый, мы раньше с ним работали, он мне написал, ну, честно говоря, так вот, лично. То есть он Мгм. просто спросил, им, видимо, поставили задачу перед их отделом, что нужно выходить на Центральную Азию. А они как бы первый раз и не знали, как туда вообще выходить, что делать. И вот он мне спросил, ваша компания не хочет заниматься? Я даже не спрашивая директора, сразу сказала, хотим, будем. Вот, и они как бы сказали, мы Запись. объявляем, да, через неделю объявляем тендер. Они сказали, что, ну, давайте пообщаемся. Ну, пригласили нас на встречу. То есть они хотели, видимо, прощупать. Потому что они действительно были немножко в растерянности. Им просто дали задачу, а это первый вообще их регион, как бы не их вообще. Они работают там Мгм. Европа, Америка и так далее. Ну, Азия, это в основном. А имеется в виду юго-восточная. И вот мы пришли, мы с ними пообщались, и на следующий, они не через неделю, а на следующий день объявили тендер. Ну, то есть я сразу директору сказала, все, проект наш. И все, мы пошли, но нам сказали первый год, а я помню, когда мы уже прошли, мне там, значит, ну, такой довольно немаленький человек в министерстве сказал, извини, мы в Кыргызстан работать не идем, потому что это инфраструктурные проекты, Кыргызстан очень маленький рынок, идем в Казахстан, Узбекистан, то есть там, где ресурсы, да, ну, нефть, газ. Вот, мы первый год поработали с Казахстаном, с Узбекистаном, но вот за это время мы как-то еще же, ну, сблизились, поработали, и на второй год они все-таки решили в Кыргызстан идти. И вот Вы все-таки 2016 пролоббируете. пробили. Это Молодец. был, да. Вот, и мы в 2016 году вот, там этот, параллельно с Ташкентом проводили. То есть в Ташкенте провели, и сразу оттуда их привезли, прям чуть ли не одним самолетом в Бишкек, в Бишкеке провели. Но надо сказать, что в Бишкеке тоже я прям очень-очень прям была благодарна, кто нас принимал. Это были вот при Министерстве экономики агентства, сейчас они немножко по-другому называются, по развитию, по продвижению инвестиций. Сейчас, по-моему, чуть-чуть другое название. Вот. Сейчас они, по-моему, называются по продвижению и защите инвестиций. Не знаю, почему по Мгм. защите, ну, в общем. Вот. И там ребята молодые, такие очень активные, энергичные, они прям очень хорошо так. Ну, то есть я им прям с самого первого дня говорю, не дайте ударить в грязь лицом, давайте проведем хорошо. В общем, все прошло отлично, японцы были довольны. В всяком случае, у меня были отзывы хорошие. Вот. Мгм. Ну и потом они каждый Э, год проводились. Вот в прошлом году тоже должны были ехать опять в Бишкек. После этого проводили в Токио с Кыргызстаном. Приглашали только Кыргызстан. Вот. Потом в прошлом году из-за короны не получилось. И в этом году опять не получается конференция, но будет просто как бы исследование. То есть я вот как раз планирую февраль-март. В ИРСА буду в Асиля, вот Бишкеке. в Мгм. этом направлении все-таки мне хочется повторить свой вопрос еще раз. Да. Мгм. В чем особенность вот этой корпоративной культуры японской, да, вот этой знаменитой, пресловутой японской корпоративной культуры, да? В чем особенность? Это человеческий фактор, или это все-таки вот эти прописные какие-то правила, или это все-таки культура? Что? Вот в чем особенность? Почему весь мир всегда делает пример японский корпоративный подход к Ну, развитию, да? конечно, там есть свои плюсы и минусы, как везде, которые могут мешать какой-то, например, в такие времена, как сейчас, да, например. Сейчас они понимают сами даже, что есть какие-то моменты, которые нужно менять, глобализация и так далее. Но в свое время, когда вот после войны, допустим, и так далее, это им сыграло, наоборот, как бы в плюс. И они поэтому за счет этого смогли вырваться вперед. Вот. Но если именно об особенностях и что можно было бы у нас как-то, ну, как бы применить, да? Наверное, я думаю, это работа в команде. Работа в команде, когда люди друг друга слушают, прислушиваются, не просто слушают, да, и друг друга как бы ну, на подхвате всегда.
То есть у нас нет такого, что когда у нас, например, приходишь, ну даже вот простые примеры, приходишь у нас куда-то в какую-то в кассу там или еще где-то, там тебе говорят, например, в каком-то отделе, а, человека нет, который занимается этим, извините, да? И без предупреждения, без ничего. Здесь такого нет. Ты, даже если это не твои обязанности, ты должен подхватить. Например, у меня человек заболел, особенно в малых компаниях, у нас там было совсем, да, там, считанное количество. И не дай бог один там, заболел или еще что-то случилось, я должна подхватить, да? Нет такого, что, Мгм. извините, человека нет, там, телефон положил, или не встретил человека, или не ответил. Вне зависимости от функциональных обязанностей, да, то есть должности, а и вы взаимозаменяемость, она вот превыше всего. Для этого они еще что делают? Они еще делают вот эту рокировку в компании. То есть вы должны, когда вы поступаете в компанию, это, по-моему, не только в малых, это в крупных тоже, вы должны изучить все направления работы, ну, практически, да, которые можно охватить. То есть вас, вам дают, у нас, во всяком случае, так было, что мне давали попробовать все. То есть не то, что попробовать, да, а как бы я должна была все делать, попробовать. То есть пройти через все вот эти вот ступеньки, да. Вот. И поэтому человек, который уже более-менее поднялся на какой-то, да, он должен уже, ну, то есть он уже знает всю работу. И, например, если ко мне приходили на подработку, да, на подработку это которые вот почасовики, которые практически, ну, не могут там, ну, это могут быть студенты, да, на подработке и так далее. Я должна была им давать работу и в то же время контролировать, и должна была принимать, и я должна была их обучать. Ну, то есть, и новых сотрудников точно так же, да. То есть не просто так, что там ты сидишь сколько-то лет. Да, кстати, в Японии не обязательно какие-то выдающиеся способности иметь. Достаточно того, что если ты, ну, как бы очень четко, ответственно будешь работать на одном даже месте, то за счет этого ты все равно поднимаешься постепенно. Вот. То есть это То есть, считается должность меняется, карьерный рост идет или зарплата? В чем? и то, и другое. И Ага. зарплата тоже по выслугу лета здесь как бы один из основных факторов. Я имею в виду, что а, достаточно работать, ответственно подходить к своей работе. То есть, если ты не отлыниваешь или не говоришь там, я не могу, не хочу, там, да, то есть тебя все равно обучат постепенно, и ты постепенно сам тоже к этому привыкнешь. И если ты будешь это самое, ты все равно будешь знать все, весь фронт работы. И когда приходят новенькие, ты уже спокойно будешь объяснять, помогать, либо показывать. Вот это, наверное, еще одна особенность, да? А какая еще особенность? Ну, послушание, я вот даже не знаю, в какой-то степени, может быть, да, да? Ну, то есть, когда, ну, это то же самое, да, работа в команде, это все сюда. Когда люди друг друга слушают, прислушиваются, помогают, поддерживают, какими бы ни были у вас отношения личные, работа есть работа, да? Вот так, какие еще особенности могут быть? Культура. Вот что именно интересно было бы? Ну, наверное, вот здесь же, да, можно было бы еще один момент такой уточнить. Когда я была в Японии, я еще Мгм, заметила, что вот, наверное, это немножко не к этой теме, но тем не менее имеет отношение. мгм. Э, Многие, практически все одеваются А, в, униформа. в классической одежде, да, вот там даже casual стиля очень мало, да. Это вот тоже корпоративная культура или же это вот так принято, это что? Это либо законом, Это либо что? в крупных корпорациях так было. У нас такой формы не было. В крупных корпорациях, да. Там Мгм. есть определенно. Ну, сейчас это тоже меняется. Говорят, что многие компании стали менять, да, то есть давать послабления раньше, да. Но в любом случае, это даже если компания как бы не обязывает, да, надевать костюм, но просто человек уже сам понимает, что у него будет работа с людьми, может быть, будут встречи с партнерами или с клиентами. То есть он должен быть все равно как бы при галстуке, да. Вот. Какое-то время назад, когда стали экономить электроэнергию, вот особенно после землетрясения 2011, да, тогда еще ввели такой стиль cool biz, когда разрешали вот тоже работающим или даже в госструктурах снимать костюм, ну, быть в рубашке, работать в рубашке, снимать галстук, cool biz. Вот. И, Это ну, разрешили костюм, после тех событий?
Да. учитывая Да. возможную Ну, ситуацию, да? потому что Возможный стали уход экономить воды. электроэнергию, да. Надо сказать, что летом здесь нереальная жара, влажность, жарко, и быть в костюме, и как бы когда кондиционеры у тебя идут на 28 градусов, конечно, это очень тяжело. Поэтому разрешили. То есть стали экономить, всех стали призывать ставить температуру на 28 градусов. Кстати, как раз к тому, что вот я говорю все время про госструктуры. В первую очередь все вот эти вот нововведения, да, все, которые требования или там рекомендации в первую очередь принимают госструктуры. Вот хотелось бы, чтобы наши это услышали, да? Когда мы работали с Министерством иностранных дел, ну, с другими министерствами, поэтому я знаю, потому что много с ними сталкивалась, работала. Если в частных компаниях еще могут как-то там, ну, как бы клиент пришел, надо там попрохладнее сделать, да, или наоборот летом потеплее, то госструктуры, они вот мы в МИД когда ходили, они отключали, ну, то есть полностью кондиционеры у них работали на плюс 28, это было просто жара. Вы не представляете, там у них нет же такого отдельного кабинета у каждого. У них такой вот огромный такой зал, вот просто вот так вот смотришь, вот до Да. горизонта, и все сидят там. И представляете, вот это вот в жаре, во влажности, и столики вот так вот друг друга. И при этом они еще в коридорах или в каких-то помещениях отключали свет. Ну, то есть для Японии это М. вообще Япония, которая вот прям светилась, ну, как бы я понимаю, что чересчур освещение было в то время использовали прям вот на это, да, на улицах было светло, как днем. Вот это вот все стали, когда экономить, в первую очередь госструктуры стали отключать у себя. Вот представляете? То есть это прям вот явно было. Они всегда, ну это как бы всегда, они считают, что они как бы работают на налоги людей. Ну, это же само Да. собой, да, как бы в любом То государстве. есть И они в понимание первую очередь, важности и ответственности. да, то есть, вот, кстати, насчет всех вот этих, я, наверное, ухожу, да, опять от темы. Нет, нет, Когда вы очень интересно. Когда вы приходите за какой-нибудь справкой или за каким-то документом в госструктуре, да, ну вот какое-то окошечко, да, допустим, у нас там ходит паспортный стол или справку какую-нибудь, или, ну, в любое, то здесь они делают это очень быстро, очень оперативно, и они вам чуть ли не ручки целуют, потому что они понимают, что вы налогоплательщик, и он работает за ваш счет, грубо А говоря. там система единого окна работает, да? Или как у нас нужно все равно бегать по инстанциям? Если про паспорт, ну, Может, если, либо ну, онлайн. вообще, онлайн стали вводить буквально, ну, как бы недавно. Япония в этом плане немножко отстает, если честно, отставала, во всяком случае. А вот что касается одного окошка, это да. Здесь нет такого, чтобы тебя гоняли по нескольким окошкам. Даже если придется пройти несколько окошек, они будут все равно в одном здании. Ну, то есть сгруппированы. Ну, то есть очень все удобно, нет такого, что заставлять тебя бегать там по всем этим. Я просто не знаю, сейчас, может быть, у нас тоже, конечно, да, меняется, все улучшается, вот этот центр, да, сделали как бы такой вот а, единые окна появились. Но когда я приехала в Японию, это 2005 год. Представляете, в Кыргызстане там, чтобы оплатить за телефон, что ли, я не помню, за воду, что ли, я помню, что ездила 3 дня подряд, стояла в очередях в Бишкеке на этом где главпочтамт был. Я не знаю, там то ли воду мы оплачивали, то ли свет, то ли телефон. Ну, в общем, по 3 дня приходилось ездить. Это, представляете, это же 3 дня твоей жизни, да, в очередях. Это же жизнь. Ну, Ой. Асель, у А в нас Японии тоже есть изменения. Сейчас мы можем я, оплатить я через очень, да, я мобильные прям платежи. очень хотела бы. Кстати, когда вот так вот рассказываешь всегда, люди воспринимают немножко как бы, да, в штыки. На самом деле, мне кажется, это все мигранты так, не только я одна. Все наши люди, которые приезжают за границу, мы думаем не так, как здесь хорошо, а почему, а всегда в голове у тебя как гвоздем все время, почему у нас не так, почему у нас не так, ну, не могут так сделать. И ты все время как бы не наслаждаешься, первое время особенно, тем, что вот здесь так Правда. хорошо. А ты постоянно напряжение, почему у нас не так? Тебе все время вот эта вот досада какая-то, да? Вот. Ну, это потом со временем как-то, наверное, притупляется. Ну и у нас меняется все, да? Но Мне кажется, разве это притупляется или все-таки, ну вот за 17 лет вы сейчас как-то по-другому смотрите, сравниваете нет. развитие между этими двумя странами? Сколько бы ты ни жил за границей, я не знаю, во всяком случае в Японии, ты все равно не будешь их, да? Японцем ты не станешь. То есть мы все равно кыргызы, да? Может быть, где-то иногда бывает такое немножко подвешенное состояние. Я уже не, как бы вроде бы и не там, и не здесь. Но в душе ты все равно, ну, как бы, да? Когда ты приезжаешь, ты все равно наблюдаешь вот с точки зрения вот
улучшений, как бы ищешь, выискиваешь. И еще, когда мы, например, можем даже друг друга критиковать, да, например, я вам могу сказать, да, вот почему, ах, у нас вот не так, то японцам мы же стараемся это не говорить, как у Пушкина, да, помните? Какой-то, как же он говорил, что... Ну, в общем, суть в том, что, я не помню точно строчек его, суть в том, что он говорит, что когда ты сам, одно дело я сам, когда критикую свою родину, а когда, и совсем другое дело, когда другой иностранец. Когда иностранец говорит, неприятно, обидно. То есть, если, Мгм. то есть, если Да-да, кто-то, две то есть стороны японцам, медали, да? да, то есть ты иностранцу все-таки начинаешь говорить, нет, у нас хорошо, у нас вот это и так далее. Да. Зато у нас вот, Вот вы 17 лет живете в Японии. Вот вы сейчас избирательное право в Японии какое? Вы как это, насколько я знаю, вы для этого должны стать гражданином Японии, да, но при этом я просто не могу точно говорить, но тем не менее я слышала такое, что Япония не принимает гражданство э, людей. Ну, то есть, да, либо принимает, но не дает избирательных прав. Я просто точно не владею информацией, поэтому хотелось бы уточнить у вас. ну, нет, там просто какой-то есть определенный срок, но если ты гражданство получил, ты имеешь право голосовать. Иностранцы А не где имеют. получение гражданства на какая? Там это сложно? А, иногда говорят, что гражданство легче получить, чем, допустим, вид на жительство. Мгм. Потому что на вид на жительство там больше требований. Там нужен гарант, который будет отвечать за тебя, да, в случае чего. Ну, как и с визой. Вот. А гражданство там, если у тебя все документы в порядке, если ты отвечаешь всем условиям, то ну, нет такого, что прям... Ну, конечно, это, наверное, относительно чего, да? Там, допустим, Америки и так далее. Наверное, где-то есть сложнее, потому что нужно здесь прожить определенное время, оплачивать определенное время, ну, лет, я имею в виду, налоги, какие-то требования и так далее. Это с видом на жительством тоже то же самое. Еще что? А в каких Ну, случаях вступает в силу избирательное право? если ты стал гражданином, Мгм. все, ты И по можешь... поводу, раз уж мы затронули этот момент, вот, Мгм. в Японии сейчас, насколько я знаю, несмотря на то, что это очень технологически развитая страна, и там до сих пор по результатам проведения выборов избирательные бюллетени э, считают Бумажный. вручную, да? Да, они бумажные квиточки такие маленькие, их считают в больших помещениях, все по Да. старинке. Зато это надежно, и избиратель в это верит. Я не знаю почему, но это, наверное, не только потому, что вот именно там надежнее или лучше, легче, а, наверное, в общем, в Японии как бы, ну, по крайней мере, вот сейчас просто пандемия как бы подгоняет, да, идти на онлайн, идти на вот эти все новые технологии внедрения. В Японии, как ни странно, они даже некоторые японцы сами себя так называют Галапагосскими островами, потому что как бы очень тяжело идет внедрение вот этих новых технологий. Потому что они все время с опаской относятся там, ну, как бы, эм, пока тщательно не проверят, это десятками лет, да, можно проверять, испытывать. Они, Вот просто на одном из мероприятий это было, ну вот как раз в рамках нашей поездки в Японию, один профессор сказал, что был реализован пилотный Мгм. проект в двух префектурах, и там вводили полностью технологическая избирательная Мгм. система, полностью была от и до весь процесс. И тем не менее, по результатам этого пилотного проекта избиратели отказались от этих новшеств и новых технологий в пользу бумажного подсчета. И вот таким образом опять это осталось, да, то есть и сейчас это не изменилось. Я не знаю, честно, вот в этот вопрос как-то не вникала, ну, потому что сама, наверное, не голосовала, но может быть, это, ну, как бы предположение мое, один из факторов, что а, очень большая часть населения пожилые люди, ну, которые не поспевают, да, за всеми вот этими. Мгм. Может быть. Ну, это как бы, я так просто предположила, особенно в глубинке где-то, да? Вот, хотя, не знаю, сейчас все равно, это все равно от этого, ну, как бы это неизбежно, да, я считаю. Все равно к этому идем. Сейчас очень много магазинов, очень много ресторанов или там отелей, То есть которые вы переходят. говорите об онлайн Ну, выборах, да? технологии. Ну, нет, не Но только выборы, а в общем, про новые технологии, в общем, про внедрение, да, то есть про использование. То есть они как бы вроде бы разрабатывают, испытывают, а вот чтобы прям внедрить, ну вот я могу ошибаться, потому что я говорю как раз, что сейчас вот на магазин, например, многие переходят на вот эти вот
на самообслуживание, да, то есть на автоматическое обслуживание. Много есть... Просто, понимаете, тут такое влияние разных вещей, потому что, вот, допустим, в Мгм. нашем случае в Кыргызстане мы очень много лет совершенствовали эту избирательную систему, законодательство, Да. и когда, ну, казалось бы, через несколько выборных циклов, когда избиратель начинает проявлять доверие к этой системе, когда Мгм. избиратель уже знает, что его голос, это один бюллетень, и мы Мгм. вот дошли до определенного очень важного момента. К сожалению, вот на выборах в ноябре случилось так, что вот система поставила себя под сомнение, да. Но будем надеяться, что будет, есть этому разумное объяснение, и, возможно, мы об этом в ближайшем будущем узнаем, да. Но хотелось бы понимать, вот насколько важно все-таки вводить эти технологии. Если технологии вводить, то насколько при этом тут же необходимо отметить важность и человеческого влияния, да, в этот процесс. То есть насколько нужно ограничить человеческий фактор, либо не надо его ограничивать. Вот здесь очень много разных у нас сейчас обсуждений, мнений, Ну, позиций. именно японский опыт, наверное, в этом плане, я даже не знаю. Просто немножко, как сказать, немножко не, ну, как бы, если посмотреть глубже, да, копнуть, то в Японии как бы это, ну, невозможно просто представить, что могут быть какие-то там, ну, там, допустим, вбросы или... Фальсификация. Ну, то есть это нереально, как вот даже спросишь у японца, он не поймет, о чем речь вообще. Это Поэтому, как может быть, вопрос они... сознания, да, отношение к этому вопросу. Это вот Ну, настолько у них заложено, что это прозрачно, что это, ну, просто банально говоря, чисто, да, прозрачно и, да, да, с да. доверием. И я надеюсь, я Ну, очень надеюсь, что Казахстан достигнет этого уровня. вот, вот. Ну, я почему, к чему это говорю? К тому, что, может быть, поэтому они не заморачиваются насчет там, ну, что-то менять, Да, изменять, переходить на онлайн или еще что-то. Другое дело, что вот сейчас именно в связи там с короной, с безопасностью здоровья и так далее, возможно, они будут думать. Может быть, даже думают. Вот это как бы другое, да? опять-таки, Ну, то есть нужно что-то, чтобы подтолкнуло же, да, правильно? Просто так что-то внедрять им тоже, что-то это менять, всю систему. Кстати, лишние затраты и так далее. У нас же это запросто, ну, как бы, сверху решили, а там как затраты, расходы пойдут. В общем, а здесь нет. Здесь как бы это налоги, я говорила, да? да. То есть любой человек может прийти и сказать госслужащим, если, не дай бог, он тебе не так посмотрел или не так ответил, он может любой сказать, что ты на мои деньги работаешь вообще, на мои деньги существуешь. И это будет самое страшное, наверное, для госслужащего услышать. Удар. Да, это как бы... Аселя, а вот, раз уж мы затронули как бы избирательное право, и плавно хотелось бы Мгм. перейти к Да, вопросу если там наших вопросы тоже. соотечественников. Мгм. Да, да, к вам вопрос, мы чуть позже к этому вернемся. Мгм. А сколько наших соотечественников сейчас в Японии, хотя бы приблизительно, да, количество, Мгм. и вот как у вас с ними идет взаимоотношение, вы общаетесь? Мгм. Насколько я знаю, вот в 2013 году вы говорили о том, что вы инициировали создание кыргызской диаспоры в Японии и А, планируете реализовать ряд мероприятий. ага. Если в двух словах, да, то есть сначала к первому вопросу населения, сколько у нас, да, здесь не население, а сколько нас, кыргызов. Очень долгое время здесь было всего 150-200 человек, то есть до 200 не доходило, очень долго держалась одна цифра. Почему? Потому что в Японии наша диаспора– это в основном академ-состав. То есть в Японии Мгм. приезжали только на учебу. Причем на учебу такой, да, вот магистранты, аспиранты, докторанты. Извините, я все время туда смотрю, там у меня ребенок проснулся. Ну, это нормально. Я просто туда все время в сторону смотрю, наверное, это. В общем, и поэтому как бы, ну и 80%, а может быть даже больше, после учебы возвращались в Кыргызстан. И поэтому число постоянно держалось одно и то же, 150-200 человек. Но несколько лет назад, где-то, наверное, лет 5 уже, пошла новая программа, именно когда стали привлекать на работу. Ну, то есть на работу имеется в виду дорожное строительство, ну, вот такие вот, да. Потом привлекать вот сиделки в больнице, да, то есть для лежачих больных, для пациентов и так далее. Вот с того времени начало расти, да, число наших соотечественников здесь. Плюс еще надо сказать, что очень много, как бы, одно время стали приезжать, кстати, на Окинаву, где я сейчас живу, я переехала из Токио сюда. Это на юге Японии, здесь в основном это курортные города, да. И сюда приехало сразу много из Кыргызстана, приняли
в отеле, то есть сервис, ну, отельный бизнес. Имеется в виду сервис, да? Сфера услуг на русском. Мгм. И вот это тоже как бы дало такое. И сейчас где-то, наверное, 500 с лишним человек уже проживает в Японии, 500 с лишним человек. Это как бы очень быстро выросло, буквально там за 2-3 года, наверное. И, а может быть даже больше. Но во время пандемии надо сказать, что ну, многие вернулись. Ну, из-за того, что работы не стало, сокращения пошли и так далее. Ну, какие-то по другим причинам, может быть. Ну, где-то около 500 человек сейчас в Японии проживает. Вот. Малыш. Да, А извините. как взаимоотношения с ними? Вы общаетесь? Да. И второе, это вот по поводу диаспоры. Не я была инициатором, вообще ассоциация, как бы, ну, сообщество, ассоциация в разное время по-разному называли. Оно было организовано еще вот в самые первые годы, когда нас еще было очень мало. Первые у истоков стояли это вот Сейтек Качканбаев, знаете, наверное, да, он сейчас в кыргызской политике, и Махабат Уракова. Махабат сейчас до сих пор тоже живет в Японии, у нее здесь семья. И вот она тоже как бы стояла у истоков, как бы она сказала, давайте объединяться, собираться и так далее. Вот, тогда я еще не так активно принимала участие, у меня тогда ребенок маленький был, старшая дочь. Вот, и ну, я как бы просто наблюдала. Но и в то время именно почему появилась такая вот как бы необходимость, потому что нужно было помогать друг другу, да, то есть многие приезжали, но практически не многие, а все приезжали. Мы все так начинали, приезжали, не знали, куда, что делать, все-таки система другая, жизнь другая, надо как-то адаптироваться, как-то язык, да, тот же самый. Это же не как в англоязычные страны, да, хотя бы прочитать можно, перевести. Тут даже не прочитаешь, чтобы перевести. Ну и так далее. Вот. Ну и особенности японского менталитета, там, характер и так далее тоже, да. Вот. Да. И потом, как оно переросло именно вот все больше и больше, это стало в 2010 году, после второй революции в Кыргызстане, наверное, все-таки наконец-то проснулось самосознание у кыргызов. Это, мне кажется, не только в Японии, по всем странам за рубежом. А когда мы вдруг осознали, да, что вот это наша страна, что мы можем потерять, потому что первую революцию мы как бы еще не совсем понимали, да, наверное, не все, по всяком случае, я не понимала. Я понимала, что что-то происходит нехорошее, ну, как бы суть, к чему это может привести, или наоборот не привести и так далее, как бы никто не объяснял в то время, мы не знали, да. Вот. А вот в 2010 году, мне кажется, прям это очень сильно всколыхнуло прям все диаспоры за рубежом. Ну и нашу в том числе, нашу маленькую диаспору. И тогда первый клич бросила Ибарат Самакова. Она сейчас тоже очень активно работает в Кыргызстане. Вот. Она собрала людей, сказала, что давайте делать уже все так, как бы на более такой, ну, такой как бы официальный, что ли, уровень, более формальный, скажем. Ну, то есть уже нужно было как-то упорядочить. Стали проводить выборы, выбирали комитет, вот, и стали проводить мероприятия для японцев, кстати. Японцы попросили первое мероприятие было объяснить им ситуацию в Кыргызстане, что происходит. Потому что по новостям передавали только вот площадь Алато, там костры горят, лошади скачут. Ну, как бы казалось, что вся страна в огне. Ну и плюс российские СМИ там добавляли. Вот, Мгм. как бы казалось, что все. Ну и вот мы как бы делали разъяснительный такой семинар для японцев, куда планировали, ну, думали, что никому не интересно, про Кыргызстан никто не знает. Вообще информации здесь мало. Кыргызстан мало кто знал в то время, во всяком случае. Сейчас уже, конечно, больше. И рассчитывали на 25-30 человек, а пришло в конце концов там чуть ли не за 70, по-моему. Мы сажали людей просто вот прям вот так вот, да, рядами до нас. Я была ведущая, а презентации делали вот наши ребята, да, вот и Барат, и Сейтек. Это вот самое первое мероприятие в 2010 году. И люди прям сидели вот прям впритык к нам. Мы еще планировали чай там бурсок делали, да, девочки готовили. Но мы не смогли даже Отлично. сделать перерыв, потому что, ну, невозможно было. Просто потом на выходе сделали такие мешочки по-японски, запаковали и раздавали на выходе уже людям. Как бы, чаечку уладили. Вот. И тогда мы поняли, что японцам интересно. Интересен Кыргызстан, интересно Центральная Азия. И после этого стали проводить различные мероприятия. Людей стало больше мероприятий. И кстати, сразу же за этим, стали вот собирать пожертвования, мы направляли в Кыргызстан, в школы, которые Мгм. вот сгорели, да, сгоревшие, или там дома сгоревшие, помогали людям.
закупали там и учебники, и закупали какие-то лекарства, там, ну и так далее. В общем, наверное, как стандартно, да, как все помогали, ну, посильную помощь мы оказывали. Вот. И потом в 2011 году, когда произошло уже в Японии землетрясение, мы стали помогать еще здесь. То есть мы собирали помощь, тогда уже я как бы была во главе, возглавила диаспору, так получилось. Вообще как бы не рвалась, не могла, потому что у меня работа основная была, очень большая занятость. Но, в общем, я же говорю, ответственность повышенная, рассказали, делаем. Ну, в общем, стала как бы заниматься диаспорой. И мы тогда вот тоже собирали вещи, мы направляли, я помню, что просила наших, ну, как бы наших ребят, девчат, что если вы собираете коробки, помощь, то на коробках обязательно подпишите, что мы с вами, кыргызы, проживающие в Японии, с вами, Кыргызстан за вас болеет и так далее, потому что я много общалась с людьми там, на местах, и там было понятно, что гумпомощи очень много, ну, вещей, продуктов, сразу завалили практически. А именно нужна была моральная помощь. Там люди были очень, ну, как бы морально тяжело. И многие ездили, ставили концерты и так далее. И вот. Я ездила по 3 эвакуационным лагерям сама. То есть мы собрали вещи, там холодильники, очистители воздуха, потому что уже наступила весна, лето, и вот этот вот мусор, который собирали после цунами, он уже начал, ну, как бы гнить, да, то есть японцы, конечно, все аккуратненько складывали это, но это прям были не горки, а такие, знаете, как горищи такие, там, где и машины, и лодки, и весь мусор, дома и так далее. И вот я ездила, это Мияги, по-моему, префектура, это за Фукусимой. Мне Мгм. мои еще домашние говорили, с ума сошла, делать нечего и так далее. Ну, в общем, ну, ничего, нормально. Я говорила всегда, что у меня иммунитет, потому что в Актюзе у нас рудники, радиация и так далее. И этот, да, когда мама тоже поняла, что меня без толку отговаривать, ну, мама у нас всегда так, как бы, вам виднее, решайте. Но она тоже говорила, ну, у тебя иммунитет, наверное, против радиации. Это, конечно, шутка. Но в любом случае, мы там ездили, я сама все это видела. Конечно, страшно. Но японцы молодцы. Я просто не знаю, что было бы у нас, вот при таком, не дай бог, конечно, да. Но они там прям, там была четко видна линия, до какого места дошло цунами, волна. Потому что оттуда там уже вот, ну, вот эти вот мусор, где собран аккуратненько, машинка на машинке, и там уже обычный городок, люди уже живут, все восстановили быстро, а здесь вообще ничего нет, просто вот смело волной. Ну, это как бы страшно, конечно, смотреть даже. Вот. А так, я опять ушла в сторону. Мне это очень интересно, потому что Вот. все-таки видеть эти события воочию и принимать в них участие, это, конечно, история. И Да, не все и кыргызстанцы знают. Я как-то даже слышала о том, что вот та первая гуманитарная помощь, которую оказал Кыргызстан в мгм. виде обычной питьевой воды родниковой, она была настолько бесценна для японцев. Не сам тот факт, что вода, а тот факт, что жест. Помогли. Они до сих пор на всех мероприятиях, на всех встречах, ну, таких вот значимых, вот, особенно ГОС, да, какие-то проекты, они всегда это отмечают, что вот, когда вот с Кыргызстана, они всегда отмечают, что Кыргызстан самый первый из Центральной Азии, прислали нам самолет воды. Это вот всегда, никогда не забудут. Прям вот удивительно. Прям приятно. Вот. Так что И да. вот продолжая тему наших соотечественников, вы Мгм. отметили, что вы самоорганизовались, вы даже пришли к тому, что это необходимо юридически как-то формализовать, да? И ну вот раз уж изменилась категория, да, тех соотечественников, которые там находились, вместо обучающихся, Мгм. которые подписывали контракт о возврате и вернулись, уже появилась категория работников, да, трудящихся мигрантов. То есть они туда приезжают сами, либо с семьей. Если с семьей, то как обстоят дела с детьми? Если так, если на учебу приезжают, то привозят семьи обычно, как ни Мгм. странно. Или вот на стажировки, да, вот есть стажировки для госслужащих, двухлетние программы, обычно привозят семьи. Вот. А те, А которые вот сейчас приходят, трудовые мигранты, они тоже с семьей или по одному приезжают? Как? они по одному приезжают. И все-таки, ну, не знаю, первая причина, даже вот те, у которых есть семьи, они не привозят, потому что очень тяжело здесь им жить на ту зарплату, которую им дают, потому что
это все-таки программа, она больше как стажировка, как обучение идет. Поэтому зарплаты, ну, хватает на им, чтобы прожить, ну и что-то, наверное, оставить, забрать с собой, да. Поэтому с семьей здесь жить очень тяжело, ну, дорого. Если оба не будут работать, то как бы тяжеловато. А те, которые учатся, почему они привозят семьи? Потому что это в основном же стипендия. Стипендия как бы позволяет, ну, какой-то там определенный уровень жизни поддерживать самому. Легче жить. Ну, если еще там, допустим, супруг или супруга, который приехал с тобой, будет подрабатывать, то как бы еще легче, еще проще. Ну, вот как-то Мгм. так. А те, которые трудовые, они в основном без семей, к сожалению. Ну, вторая причина, наверное, потому что молодых много, молодые, которые еще без семей. Но вот те, которые с семьями, я еще, по крайней мере, не видела, не слышала, что кто-то привез семью. Но вот, кстати, сейчас пересматривается вот это, не то что система, а именно, я имею в виду про кыргызов, да, которые приезжают на работу, как бы люди, которые здесь принимали, принимающая сторона, они поняли, что немножко это, может быть, нам не подходит. Кыргызы все-таки Мгм. больше подходят вот сферу услуг, там, или в офисная работа, или для высоких кадров, потому что сейчас многие стали проводить различные семинары или различные какие-то вот мероприятия для того, чтобы привлекать, а, как это называется, тоже трудовые мигранты, но на более высокий уровень. То есть офисная работа, там, чтобы с Мгм. языком, какие-то специалисты, если даже не с языком, и так далее. То есть не Это, чернорабочие. это, эта работа ведется вместе, ну, как бы межгосударственная, да, то есть между двумя странами, или это на уровне инициатив, где, как бы, Нет, нет, диаспоры? это государственная японская программа. В Японии не хватает рабочих рук, особенно на вот этих вот на черных работах, да. И поэтому в Японии есть программа, когда они привлекают мигрантов из-за рубежа, чтобы вот, ну, кто-то работал, да. То есть практически из-за того, что общество стареет, вырождается, грубо говоря, так, нет, наверное, так нельзя говорить. Ну, в общем, некому работать стало просто, проще говоря. И поэтому они привлекают иностранцев. Очень много И, из Мгм. да, а Азии. это в рамках какой-то трудовой квоты, да, или как? Или это А, стихийно? Нет, есть программа определенная. Именно про квоты, наверное, да, есть квоты определенные на каждую страну или на каждый регион, скажем. Вот. И ну, я не думаю, что наши прям как бы охватывают всю квоту. Наверное, можно было и больше. Другое дело, что тяжело подобрать таких людей. Потому что я знаю, что многие еще приезжают и возвращаются назад. Мгм. А, С чем это ну, связано? потому что тяжело работать. Если может Тяжело. быть, если я ошибаюсь, то могут меня поправить. А вот такая комментировать я семью здесь. Это я не имею в виду именно высоко этих. Тагай вообще у нас айтишник. Это я имею в виду именно чернорабочих, да? Ну, то есть, грубо говоря, те, которые работают на строительстве, дорожное строительство и так далее, они, я не слышала, чтобы семьями приезжали. Приезжают вот как раз-таки, как вот Тагай, например, да, IT или кто-то на более высоких, высокооплачиваемых, что ли, Силя, работах. вот, как ситуация в самой в Японии с японцами касательно миграции? Они там существуют, они выезжают. Почему у них вот недостаток в рабочей силе? Иметь в виду японцы за рубеж выезжать или нет? Нет, там, есть ли там миграция? Если есть, то она какая? Миграция, наверное, есть определенная, да, как и в любой стране, но в Японии очень мало кто хочет ну, выехать, да? То есть японцев здесь все устраивает. По крайней мере, извините, по крайней мере, до сих пор все устраивало. И поэтому очень мало кто выезжает за рубеж. Но, конечно же, есть. Есть, И, например, те, которые выезжают на учебу за рубеж, а потом им там нравится, потому что там все-таки за рубежом японцы себя чувствуют свободнее. В Японии очень много рамок, ограничений. Кстати, да, что касается вот общества, да, плюсов и минусов. И японцы это сами как бы ощущают, особенно те, кто уже попробовал за границей, да, пожить. Они ощущают эти ограничения, они ищут потом пути еще раз выехать. Или выезжать, например, те, которые выходят на пенсию. Они едут жить мгм. в такие страны, как, допустим, Малайзия, да, где можно жить более-менее хорошо, но в то же время дешевле, чем в Японии. Ну, чтобы на пенсии было жить как бы более свободнее. Да. И, кстати, в одно время рассматривали такой вопрос, чтобы сделать Кыргызстан такой страной, куда бы выезжали японские пенсионеры проживать. Но там нужно несколько требований, несколько условий. Ну, было бы прям интересно. На Исыкуле сделать, допустим, городок такой, японский городок.
Вот. туризм. И вот по поводу сразу Иссыкуля, вот, ну, в частности, не Иссыкуля, а вообще вашей деятельности касательно работы с предпринимателями. И Мгм. вы реализовали проект по освещению в Бишкеке рядом с А, филармонией. И мне бы хотелось узнать, вот как пришла эта идея и вообще, что касается инвестиций сегодня, насколько мгм. этот сектор можно развивать, либо как его развивать. Ну, вообще это как бы с первого взгляда, наверное, кажется, что что-то не совсем нужное, да, может быть, республике в наше время освещение. Но надо сказать, что эта идея как бы не совсем моя, это был японский специалист, да, дизайнер по освещению, который был на первом марафоне на Иссык-Кульском. То есть он приехал Ага, вообще не бизнес вести, а приехал на участник марафона. И вот тогда он был первый раз в Кыргызстане, понятно, то есть он вообще это как бы, просто его друзья позвали, марафонисты, и он поехал. Но он, говорит, тогда уже подумал, это был 2011 год, по-моему, 12, да? 11 или 12 год, в общем, тогда было еще не так освещено, как сейчас даже. И он подумал, какое здесь поле для деятельности, да, это как, знаете, про обувь в Африке продавать, да, то когда направили, один сказал, что тут делать нечего, никто не носит обувь, а другой сказал, что, да, ну, известная такая притча, когда другой сказал, здесь полно работы, давайте, здесь все ходят босиком, ну, то есть есть большой маркет. То же самое и он сказал. Я говорила, что да кто будет за такие деньги, ну, заказывать освещение такое дорогое довольно. А он говорит, наоборот, смотри, какое здесь поле для деятельности, везде темно у вас даже в Бишкеке темно. Вот, но мне еще понравилось, знаете, такой момент был. Освещение это же не просто, чтобы было светло и красиво. Оно еще помогает, как это, предотвращает профилактика этого насилие? преступности. Да, Мгм. насилие, преступности. То есть все равно, когда освещенное место, все равно преступники стараются избегать таких мест, правда? Они все равно идут, где темные места, да, затемненные, может быть, ну и так далее. И всегда же говорят, там, перейти на освещенную сторону улицы и так далее, как бы безопаснее считается. Это Безопаснее. тоже был как бы такой вот фактор, потому что очень много... и еще, освещение не просто осветить, чтобы любым, а вот есть еще, как бы, там было еще по цвету работа была. Вот, там, допустим, определенный цвет, определенные расцветки. А было такое исследование на, по-моему, Бруклинский мост, если не ошибаюсь, или это в Англии было. Ну, в общем, какой-то известный мост, извините, я не помню деталей, когда там очень много в свое время оттуда прыгали, ну, кончали жизнь самоубийством, с моста прыгали. И там просто поменяли цвет освещения. Там был синий какой-то такой, вот синий-фиолетовый, что ли. Его Да-да. поменяли просто на более теплый цвет, и резко уменьшилось число прыгающих. Ну, вот это прям реальное исследование. Ну и, в общем, вот таких Воздействие вот света на нюансов, психологическое состояние. да. Там очень много таких нюансов, и это, в общем, как бы не это, да, не мы придумали, это многолетние исследования, европейские, американские, ну, в общем. Ну, есть в планах еще какие-то инвестиционные проекты реализовать в Казахстане? Ну, идей всегда много, но как-то вот не все до конца доходят, да, не все до конца выстреливают. Вот с этим освещением как-то нам так хорошо, прям так пошло вначале, хотя компания Денис, сейчас тоже можно я существует. перефразирую немножко вопрос? А, Да. Вообще, как вы оцениваете инвестиционную ситуацию в Кыргызстане? И, может быть, дадите какие-то рекомендации? Именно с точки зрения японских инвесторов, да, если. Ну да. Ну, в первую очередь, осторожно японцы смотрят на вот риски, да. А у нас это и политические, и экономические. Вот. А второе, это, если это большие Политическая инвестиции, стабильность то очень это важна. рынок. Мгм. А второе, это рынок. То есть это всегда. Получается так, что, ну, это я могу ошибаться, пусть меня поправит, может быть, прокомментирует. А, Если японцы, да, допустим, если это как бы небольшие инвестиции, да, человек хочет, ну, какие-то свои деньги, накопления вложить, то понятно, что он смотрит на риски. Если какая-то неизвестная страна, зачем ему туда, ну, как бы рваться, да, если никак не, эта страна себя не, как бы не зарекомендовывает и так далее. То есть есть же много других стран, есть много других проектов, да, куда можно инвестировать. А если это крупные какие-то корпорации, то для них рынок маленький, им развернуться негде. Ну, то есть вот так вот, да, получается, что и здесь мы как бы не, это, не выиграем, и здесь, в общем, вот такие моменты.
Вот. Но в любом случае инвестиции все равно можно, как бы, можно привлечь. Ну, есть несколько примеров, да, японцы придут, будут работать. Еще всегда мне говорили, ну, знакомые японцы, с кем я не общалась, что еще японцы очень смотрят на людей, на саму страну. Если им интересно, то есть в какой-то мере они немножко как бы солидарность, допустим, с тем, что когда мы говорим, что у нас маленькая, небольшая страна, а второе, что у нас горная страна, что у нас нет ресурсов, как у соседей, да, допустим, нефть и газ, потому что японцы сами такие. Они считают себя маленькой страной, без ресурсов, горная страна, здесь считается горная страна, хотя высота другая, да, допустим, вот. Ну и Да. вот это как бы и когда ты им, вот, ну, когда начинаешь презентации, обычно начинаешь с этого, да, что мы такая вот небольшая страна, горная, у нас нет ресурсов, у нас соседи есть нефть, газ и так далее, а у нас нет практически ничего, ну, кроме золота, да, может быть. Вот, и тогда японцы как бы немножко у них такое тепло, да, и они заинтересовываются. То есть, ну, я начинаю оттуда, можно, конечно, потихоньку вытянуть, там, сказать, что у нас есть все условия для инвестиций, что у нас, ну, у нас же есть, у нас, правда, хорошие условия для инвестиций. Во всяком случае, были, я не знаю, вот последний год-два, как меняется ситуация. Не хватает только хорошей политической стабильности и Вот, это в первую очередь, ну, исполнения как бы, законодательства. когда вот даже вот до этих событий, да, скажем, когда я возила японцев, японцы говорили, а, всегда просят, как это, как это называется? Русский язык забыла. Не поддержка, а когда ну, в общем, когда государство заверение, что ли. Софинансирование? Не, нет, когда государство тебе это, как, Гарантии? слово Гарантии? выскочило, гарантии, да. Когда они всегда просят, чтобы государство именно гарантировало. Когда я им говорю, что у нас правительство меняется часто, а вот бизнес-ассоциации, которые уже устоявшиеся, они могут вам сделать гарантию. Давайте мы будем работать напрямую с бизнес-ассоциациями. Но правда, им как бы они больше могут вам гарантировать, ну, определенно, да, вот эти вот крупные. И японцы как бы это не... Они говорят, да, все понятно, но государство должно гарантировать. Вот понимаете как? Вот надо, чтобы политическая стабильность была. Ну и как бы тут никак. Есть, конечно, такие вот рисковые, да, как вот мой партнер по бизнесу, скажем, который вот взял и рискнул. Он сказал, что именно наоборот, сейчас такой вот период, в такой вот момент нужно войти и быстро как бы выстрелить. А когда В уже нужное станет... время, в нужное место. Да, потому что когда Кыргызстан уже разовьется, будет хороший рынок, когда придут крупные корпорации, уже как бы делать нечего будет. Ну, тут уже рынок придется как бы, да, конкуренция будет большая. Ну, Так у что есть вашего партнера такие. предпринимательская жилка хорошая, я бы сказала. Ну, вот есть Потому что такие, да. порой нам не хватает элементарной силы воли. Либо рискнуть, да, вот нужно рискнуть и Нет. все. Ну вот есть такие, которые готовы рискнуть, в принципе. Просто их нужно, во-первых, им нужно заявить о себе, да, Кыргызстан должен заявить о себе. Ну, то есть у нас нет информации, про, грубо говоря. Во-вторых, нужно показать, чем мы лучше других стран. Ну, то есть, чем мы лучше в плане инвестиционного климата, инвестиций и так далее. Нужно еще доказать, Вот да? сейчас между двумя странами взаимоотношения на достаточно эффективном уровне, как вы считаете? Ну, я вот, честно, я абсолютно аполитичный человек. Стала интересоваться только потому, что вот у нас все время начали происходить вот эти вот революции и так далее, и как бы, ну, болит, да, все равно сердце, скажем так. Хотя мне всегда говорят, что вы там сидите за компьютерами, болеете. Но это правда, это наоборот даже отчаяние, что ты не можешь пойти и выйти на площадь и громко заявить, да, что-то там. Ну, или, вот, честно, это еще хуже, чем сидеть и наблюдать здесь. Особенно, когда там родные и так далее. В общем, ну, я опять ухожу от темы. А, на чем мы остановились? На, на- На взаимоотношения двух чтобы стран. говорить. Да, но и большую роль же все равно играет, здесь же как государство относится именно к посольству нашему, да? То есть для японцев посольство Нет, это же как нет, бы нет, не совсем к посольству, а вот в плане реализации экономических проектов, социальных проектов, тем более вот здесь стабильно работают несколько программ японского правительства, да, в Кыргызстане. И вот в этом направлении, насколько эффективно мы сейчас продвигаемся, может быть,
а мы могли бы еще какие-то новые направления рекомендовать, либо усилить эти взаимоотношения. Вот с точки зрения представителя русской диаспоры, как человека, который много лет живет в Японии, имеет Ну, свое понимание. нужно, наверное, предлагать то, что мы хорошо делаем, да, ну, то есть то, что у нас хорошо получится. Это, например, как раз-таки не нужно прыгать там через голову, там, говорить, ну, как бы соревноваться, допустим, с тем, в чем мы слабее, допустим, соседей, да, ну, или других стран, которые Юго-Восточной Азии. А, например, например, IT, да, информационные технологии. Предложить, да, предложить, допустим, ну, я хорошо не разбираюсь, я просто помню, что наши ребята предлагали, допустим, место для серверов и так далее, да, то есть то, что в Японии дорого, земли мало, земля дорогая и так далее, а в Кыргызстане это можно сделать. Особенно в области IT я знаю, что у нас очень хорошие послабления, очень хорошие условия, да, то есть у нас же как бы этот, как это называется, парк технологий, который освобожден от Да. налогов и прочее, прочее. То есть это же прям идеальные условия. Вот это вот нужно прям просто проталкивать японцам, говорить, что давайте. Японцы некоторые уже работают, ну вот у нас же работают, и не только Япония, там много стран. Но именно, если говорить о Японии, нужно просто, вот я говорю, в первую очередь информировать, проталкивать, продвигать, да? Ну и потом как бы это не бросать, а вести их, сопровождение делать, да? Вот. Мгм. Гарантии. А что еще? Ну, Ну, вот эти, которые программы проводятся в Японии уже в Кыргызстане, это же в основном джайка проекты. Это же в основном агентство, да, международное агентство, то есть это э, крупное агентство, которое работает во многих именно таких вот развивающихся, скажем, странах. А вот так вот, чтобы в частном порядке, пока еще маловато. Хотя есть, конечно, есть. Да? мгм. Василия, вот у меня э, такое название, сразу прочитаю. «Девочка Оселия из секретного городка». Это название вашей книги, да? Не могли бы вы нам об этом рассказать? А, да, это как раз когда Книгу эту началась. вы написали уже будучи в Японии или еще здесь, в Казахстане? Нет, это прям буквально в прошлом, позапрошлом году, в 2020 году. А, Получилось так. Получается, Как раз, это во время пандемии. да, как раз когда делать было нечего, дело было вечером, а, работы все остановились, все мои проекты крупные, эти как бы амбициозные планы были тогда. Почему? Потому что я как раз ушла из компании, в которой проработала много лет. Я стала работать практически на себя. Я сейчас вот работаю в этой компании, где вы меня представили, да, консультантом. Но здесь я практически фрилансер. То есть я работаю на себя. А, ну и поэтому, когда я ушла с той компании, у меня как бы первый год был как бы тестовый, я пробовала еще. Смогу, не Или, а смогу, вот что. вы с той компании ушли, потому что была пандемия? И вообще, как Япония прошла через вот эту пандемию? Много компаний закрылось? Нет, я ушла еще в 2019 в начале года с компании. Я ушла сама просто уже, ну как бы а, скучно стало. Время Одним пришло. словом. Ну, может быть, да. Вообще мне давно уже все говорили, что пора свое открывать и так далее, но как-то я все, ну, очень боялась, осторожная. Вообще, как бы, ну, очень зря, да? Я потом понимаю, что надо было давным-давно уже выходить и пробовать, потому что первый год я как бы еще все равно пробовала, тестировала, и на 2020 год, это второй год я уже была свободной. На 2020 год были очень большие проекты, большие планы. Я думала, что вот сейчас мы развернемся, и уже команду начала набирать там. Вот эту японку, кстати, которая мне потом с книжкой помогла. Договаривались Мгм. открыть уже компанию и так далее. И пандемия грянула, все рухнуло, все пришлось отменять. У меня февраль-март 2020 прошел вот прям на телефонах, на мейлах отмена, отмена, отказы, отказы, отмены. Вот, прям переписку прям больно читать. Ну, жалко было, потому что потеряла очень много. Но, Ну, с другой видимо, стороны, именно это повлияло на ваше решение написать книгу. так получилось, да, случайно, что а, как раз вот с подружкой, у меня японка-подружка, мы просто сидели у нее в гостях, и я рассказывала про свое детство советское. Кстати, это Аяко Ичикава, она прожила в Кыргызстане 2 года, волонтером Джайка она работала. И она Кыргызстан знает, Мгм. она его любит, она все, ну вот про Кыргызстан как бы изучала и так далее. И ей было интересно все, как было раньше, в советское время. И вот я рассказывала, и она и ее супруг, муж у нее,
ух ты, напиши книгу, ух ты, напиши книгу, все как-то шутили. Ну, я так шутя, ага, ну вот на пенсию выйду, напишу мемуары. Но они как бы, давай напиши, вот все, вот прям вот сядь и напиши. Она мне говорит, я тебе просто помогу отредактировать японский текст, напиши. Ну, я просто села и начала писать, это как пошло как дневник, знаете, как просто пробуешь и Вы начала про себя писать. писали? А? Про? Это книга о вас, вы про себя писали? Да, я писала про советское детство. Мгм. Почему японцам интересно? Потому что про Советский Союз здесь практически ничего не было. Ну, не было вообще. Это был же железный занавес, да, помните же? А Япония это союзник Америки, была холодная война, железный занавес, ничего не знали о Советском Союзе. А узнали только после развала, и то про Россию, и то немножко, да? Вот. А именно про советское детство, понимаете? И у них вот образ, особенно у пожилых японцев, Советский Союз это что-то страшное. Ну, вот одним словом, они просто боялись. Ну, как бы, не то, что боялись, было просто такое, вот что-то такое. Это как бы противник, да, враг. Вот. А я же рассказывала в книжке именно как бы глазами ребенка. Я рассказывала про советскую жизнь, про нашу школу, про наш поселок. Ну, естественно, там были вкрапления как бы уже меня взрослой. Я рассказывала, какие у нас были там фабрики, заводы, как эта система работала, или там общество, да, какие-то устои были, как у нас работала медицина, образование, там, общество и так далее. И это все, как бы, я просто как бы писала как дневник, было очень много записей. Просто потом это все скомпоновали, получилось 70 страниц. 70, по-моему, или 60, я уже не помню. Но на японском. Потому что японский текст, надо понимать, что русский это 1,5 страницы, да? То есть иероглифы все очень сокращают. Вот. И она мне все отредактировала, и она сделала это в такой форме, именно вот что именно глазами ребенка. То есть я писала как воспоминание, как дневник, а она сделала как рассказ такой. И это было очень интересно, его читать интересно. А, а, И мы еще попробовали, не попробовали даже. Я думала, это как бы мы писали просто в онлайн. Есть программа такая, Нот, где все пишут такие рассказики, ну не рассказики, даже просто истории. И мы сначала написали туда, а потом просто рискнули. А давай попробуем в Амазоне, кажется, можно напечатать. Возьмут, не возьмут, ну, на проверку просто. Мы просто туда закинули, и нас как-то сразу быстро... Ну, в общем, эту книжку мы, вот начиная с первого слова, как я первую страницу начала печатать, и до публикации прошло 5 месяцев буквально. Я даже сама была в шоке, что сейчас, ну просто время такое сейчас, понимаете, как нам повезло, что сейчас любой человек может взять вот так вот запросто и опубликовать книжку. А книга и сейчас продается и на Амазоне, ее можно и в электронном варианте, и в бумажном варианте купить, прочитать. И японцам интересно, оказывается, именно, ну, вот я сказала про Советский Союз, особенно вот это, причем про Центральную Азию советскую, понимаете? То есть я не пишу про Москву, допустим, или про Ленинград, а я же пишу про Кыргызстан, причем про поселок, да. Ну, и я там еще писала, как я ездила со школы, у нас была экскурсия в Ленинград, как раз когда начиналась перестройка, вот эти вот начальные вот эти перестроечные процессы, как у нас в поселке это происходило, да, вот эти заседания и так далее, это тоже им все интересно. Потому что они слышали слова там перестройка, допустим, Горбачев, но они не знают, как это все проходило. Ну, в общем, такая книжка получилась, что вроде бы она такая маленькая, детская, как бы полудетская, но очень... А вы какие под- продажи? То есть вы потом ее распечатали, да? Амазон их распечатал. А на Амазоне есть такая функция, скажем так, Продажи. где человек может выбрать. Можно выбрать электронный вариант, он подешевле. А есть вариант подороже, он тебе напечатают и пришлют сам Amazon. Ну, это не Мгм, Amazon, мгм. там есть определенный редактор, ну, как бы издательство, Да, да, понятно. который... Вот. И получается, что в электронном виде она стоит, допустим, сейчас я точно, по-моему, 600 йен, я уже даже забыла, а в бумажном виде стоит 1000 йен, да, ну, грубо говоря. Это будет сколько приблизительно в долларах, чтобы мы понимали? Да, 1000 йен это примерно, ну, грубо 10 долларов. То есть Ага. книжка, вот. Она такая, книга это очень громко звучит, она как бы как брошюрка практически. И потом Рассказ, очень многие может, писали, давайте продолжение. А продажи, в принципе, ну, лучше, чем мы ожидали. Я, честно говоря, думала, ну кто купит про Кыргызстан, еще про неизвестно, ну, черт знает где, что. И, в общем, название такое. Ну, название, конечно, было. девочка секретного городка. И да, вот японцев, наверное, зацепило, а что за секрет, а почему городок секретный?
да, и, ну, и там были анонсы тоже писали, Серия. да, что там вот именно из советского детства и так далее, поэтому зацепилось сильно, мне кажется. Вот, и продажи хорошо пошли, но надо сразу сказать, что мы работали с издательством при Амазоне, поэтому не так уж и много перепадает автору, оказывается. Я поняла, насколько тяжелый книжный бизнес. Это нужно прям вот писать, писать, Так. писать, издавать, чтобы хоть что-то заработать. То есть это как бы это не для зарплаты. Но мы решили все равно вот эти даже то, что как бы нам перепало, ну то есть то, что нам сейчас падает до сих пор, мы их собираем для последующих проектов с Кыргызстаном. Ну, мы все-таки хотим что-то сделать с Кыргызстаном, какое социальное. Вот подруга, которая я говорю, которая вот помогала мне все это редактировать, публиковать и так далее, которая болеет за Кыргызстан, она сама социальный работник, то есть она работала в Кыргызстане в центре реабилитации вот, детей, инвалидов. Вот, то есть она как бы... Вот здесь, Мгм. это будет социальный проект, да? Благотворительный? Ну, у нас точно пока нет каких, но если какой-то проект вдруг получится, пока не, ну, не знаем пока, что конкретно, да, сейчас просто пробуем разные, что выстрелит, то туда эти деньги, наверное, и пойдут. Если не проект, если за это время вторая книга родится, значит, пойдет на ее там издательство и так далее. Ну, потому что там определенные расходы тоже были. Вот. Вот у нас был здесь вопрос, я вот, к сожалению, листаю, не Да, могу его найти, потому что да, да. либо нас... вот. Здесь у нас есть вопрос. Будучи за границей, как вы... Так, я его опять потеряла. Они куда-то пропадают, да, что-то слетают, да? Да, они слетают, почему-то все время он поднимает вверх. Асилия Дже, так, вы опять улетает. Там был вопрос, насколько я сейчас постараюсь его сформулировать. Как Вот, да? можно использовать ваше избирательное А, право? Как вы пользуетесь избирательным правом в Японии? То вот, есть, да, как вы будучи изъявляете гражданином свое право Казахстана, ходите ли вы на выборы и... У вас там видно, да, Селя? вот которые, будучи за границей, как вы изъявляете свое право голосовать, да? Этот вопрос. Да, 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 да. Да. А, поскольку я гражданин Кыргызстана, несмотря на то, что я долго здесь живу, понятно, что я в японских как, голосованиях не, выборах не участвую, а участвую в кыргызских, да? То понятно, что в Японии у нас только один избирательный участок, это в посольстве в Токио. Да. Вот. При посольстве обычно открывается участок избирателя, там можно голосовать, да? Ну, то есть, как во всех странах, наверное. Или я не поняла вопрос. Я так поняла, что вот вы, как гражданин Кыргызстана, Как пользуетесь ли вы... вы своим избирательным правом? Ходите ли вы на выборы? Допустим, в дипломатических представительствах, в консульствах выборы всегда организовываются, насколько мы знаем. Да, да. Это выборы президента, Джорку Кенеша. И вот вы пользуетесь ли вы избирательным правом? Я Да, поняла этот конечно. вопрос. Я не была на выборах только в последний раз, вот, ну, два раза, да, получается, вот в прошлом году в октябре. Ой, это Мгм. позапрошлом, да, получается, что ли? Ну, вот когда В прошлом Джордж, нет? году, в позапрошлом году, в октябре, да, 4-го. Да, ну, потому что я уже была на большом сроке беременности, и мы уехали на Окинаву. А голосовать отсюда... Меня на самолет просто уже не посадили бы. В Токио нужно было слетать. А голосовать можно только в Токио при посольстве, да. Но пока я жила вот в Токио 16 лет, я, конечно, естественно, всегда голосовала в посольстве, да. Я даже в какое-то в свое время была членом комиссии избирательной, или как называется, Мгм. ну, вот, комиссии, которая принимает. Мы там сидели, потом подсчитывали Избирательная комиссия. избирательная комиссия, да? Эркин Балыков пишет, Аселя умница. Так, ну тут в основном пожелания. Азамат Айтбай приветствует, передает привет. Привет. Ну и у меня еще один такой Приятно не слышать, маленький видеть, вопрос. приятно. Мгм. Может быть и маленький, но очень важный вопрос, Аселя. Да. Рожденный на Окинаве, сердцем сияющим, как звезда. Этот маленький-маленький человечек, которого зовут Рюсе, занял особенное место в вашей жизни. Можете рассказать о Да. нем? Прям вот так, да? Прям вот Прям так. так. Мне кажется, это очень Да. интересно, потому что жизнь наших соотечественников за рубежом, какая бы она ни была, это такая же жизнь, как у нас. Так же, как и мы, вы переживаете радости Ну, и конечно. счастье. И Но вообще, если про меня говорить, вот именно про этот случай, то это, наверное, вообще особенный случай, потому что а, мне 47 лет,
То есть ему год и месяц. То есть понимаете, да, насколько это э, неожиданно, можно сказать, даже. То есть уже мы даже не ждали. То есть я уже даже думала, что все, так, наверное, ну, все, и так и помру. Не получится. Ну вот, как бы Бог дал, Большой Вселенная подарок. дала. Вот получилось, да, причем получилось очень удачно, грубо говоря, по времени, потому что как раз началась пандемия, и я в это время как раз узнала, что я беременна. Как раз когда у меня все работы начали отменяться, с одной стороны, я испугалась, потому что я думала, а как я буду жить с ребенком ну, без доходов, да? Потому что мы тогда еще отдельно жили. Ну, то есть я не собиралась ни замуж, никуда, мы мотались на самолетах, у него свои командировки, у меня свои, мы даже шутили, переписывались из аэропортов. То есть я прилетел, я улетаю, да, вот так вот было. То есть там не было вообще речи, что... Ну, не то чтобы, конечно, хотелось, как где-то было, да, как вот у любой, наверное, женщины, что, может, уже все, пора степениться, семью хочется там это. Но я думала, что, наверное, я же однажды уже была замужем, причем очень долго, 12 лет была замужем за кыргызом. У меня дочь старшая уже большая, взрослая, они в Кыргызстане. Вот. И я просто после этого случая уже думала, что, ну, все, наверное, не получится. Как бы подумала, ну тогда работа, ну, тогда, наверное, общественная деятельность, да, как раз диаспора и так далее. Вот, ну, вот такое вот какое-то было сожаление, но как бы я думала, что дали, да, вот то и держите. Вот дали тебе жизнь, руки, ноги работают, да, глаза видят, и ладно. Голова самое главное на месте, и ладно. Ну, как бы вот так, вот, как факт, просто не то, чтобы какие-то прям сожаления были или там это самое. Значит, нужно где-то реализоваться, да, где-то в другом, в работе или еще что-то. Вот. Но тут так получилось, что вот как раз когда объявили пандемию, я узнала, что я беременна, я прям... Сначала был, конечно, шок, но обрадовались, в общем, конечно же. Вот. То есть он для меня теперь все. Я сейчас даже не представляю, что я могу выйти на работу, хотя сейчас это прям вот удачно все складывается. Наверное, Худай Барн, да, знает, как, что для вас и когда, в какое время лучше, потому что сейчас все практически работы перешли в онлайн. И это очень удобно, то есть сидя с ребенком, он работает, какие-то новые возможности появляются, да, какие-то новые там предложения рабочие и так далее, именно удаленно. И это очень помогает. Вот. Рюсе А, говорит, все, мама, иди ко мне. Вроде уснула, проснулся Как опять. так? Не Вот, хочется. вот за 15 лет того времени, которое вы находитесь в Японии, как ваша дочь? Она же в Кыргызстане, вы с ней как общаетесь? Она не скучает по Такой вам, она очень, приезжает к вам? очень такой щепетильный вопрос, потому что там были определенные сложности у нас с бывшим мужем. Вообще, я их привезла в Японию сначала с собой. Они со мной здесь жили. Вот, в общем, несколько лет они со мной прожили. Это потом так получилось, что, а, знаете, как это... Если трещина пошла, то уже никак, да? Я пыталась, то есть мы там еще 7 лет прожили. Я думала, что срастется. А может быть, в Японию поедем, будет, ну, вдали там от родственников, от обычной там атмосферы. Нет, это уже все бесполезно. То есть мы здесь прожили еще какое-то время. У меня просто, видимо, это воспитание, да, у нас, что вот если ты вышла замуж, нужно до конца, да, то есть я думала, что вот надо, я считаю, что я старалась, но, к сожалению, нет, не получилось, в общем, поэтому они с дочкой вот уехали, вот. Потом я, конечно, часто приезжала, уезжала, я даже думала, что я вернусь уже в Кыргызстан, но на тот момент я даже не знала, чем там заниматься, что делать, приходилось мотаться, и вот а, через какое-то время, кстати, вот пробила Центральную Азию, чтобы вот быть чаще летать домой, были периоды, когда я летала каждые 2 месяца практически. Ну, то есть вот Мгм. каждые 2 месяца я в самолетах. Есть, конечно, люди, которые каждый месяц летают, мы там встречались, знакомые все время в В аэропорту. Японию это сколько времени полета? По-моему, 12, да? 12 часов? Если там же пересадка и ожидание, то есть в общем сложности сутки уходят все равно, да? То есть ты с Японии вот из дома выезжаешь утром часов в 9-10 и приезжаешь в 5 утра в Бишкек следующий день, да? Мгм. Ну, грубо Хорошо. говоря. Я, Рюсе очень-очень уже настаивает на том, чтобы мы завершили. Уже, И да, да, я да. рада была вас видеть, Аселя. Благодарю за очень откровенный разговор.
Вам спасибо. Мне кажется, не все вопросы, да, ответила. Там, смотрите, вот, ну, может быть, потом просто напишем или запишем, вот смотрите, которые, что вам нравится, не Вот у меня нравится в вопросов Японии, не выходит. что бы вы применили для Кыргызстана. Это вот тоже. Да, Василий, если вам видно, давайте вы зачитайте и сразу ответите. Но уже, наверное, никто не смотрит, не слушает, или нормально? Почему? Дело в том, что наш эфир, Мгм. он будет на YouTube-канале тоже, и это все для публики Ого, будет еще доступно, так что ого. можете, нужно будет записать. Мне кажется, это будет очень полезно. Нравится, не нравится? Нравится, наверное, это в первую очередь безопасность, да. А второе это комфорт, ну, все равно, да, в бытовом плане удобство. В бытовом почему? Потому что вот я уже повторюсь, что это же часы вашей жизни уходят, да, на стояние в очередях, на выписывание каких-то справок, документов и так далее, да, оформление. Вот это вот, как бы, это в Японии, как бы, когда я в Японии уже пробовала, я понимаю, насколько это в Кыргызстане твое время жизни уходит. То есть в бытовом плане нужно сделать так, чтобы человеку вообще не приходилось думать. Допустим, все выплаты у меня идут с карты, да, например. Ну, сейчас, наверное, в Кыргызстане тоже, да. Или если не с карты, если ты не хочешь, там, хочешь проконтролировать, сколько тебя снимать, ну, чтобы без тебя снимали, можно оплачивать в любом круглосуточном мини-магазинчике. Их навалом на каждом шагу. И то есть ты, все же работают, в рабочее время ты не можешь пойти оплатить, заниматься, правильно? Поэтому ты можешь в любое свободное время пойти и все сделать. В этих Посылку отправить. магазинчиках там система терминала, да, или как? Нет, ты платишь на кассе. Ну, сейчас появились терминалы. В терминалах можно купить билеты, какие-то концерты, какие-то мероприятия, музеи и так далее. Здесь же можно отправить посылку в этом, допустим, на почту, да, не успел. Посылки можно отправлять тоже в этих мини-маркетах. Можно принимать, если ты не хочешь, чтобы тебе домой приносили. Можешь написать, чтобы в мини-маркете, да, рядом сам заберу. Вот. В этом же мини-маркете можно делать оплаты там коммунальных услуг, какие, ну, вот, опять же, посылки, ну и так далее. То есть все можно сделать здесь. Потом почтовая служба, опять же, инфраструктура, да, вот то, что ты говорила, больницы и так далее, это все понятно. Почтовая служба, курьерские службы есть, ну, полугосударственная сейчас уже, или сейчас уже, по-моему, частная стала. И частные курьерские службы, они все работают очень четко, возят вам на следующий день ты получаешь свою почту или там письмо и так далее, максимум через день, если это отдаленные районы. Вот. И почтой можно отправить буквально все. Я получала по почте даже аквариумных рыбок, живых. Представляете? То есть я заказываю... Мне, например, некогда ходить в магазин покупать. Я в одно время у меня аквариум был, и я докупала рыбок. Они мне прислали почтой. Вы можете это представить просто? То есть прям в буквальном смысле. Или, например, у меня мама здесь, когда она была у меня в гостях, где-то полгода жила, и как-то я ушла, забрала ключи, не оставила ключи, в общем, не помню, что-то я уехала в командировку. Я опомнилась, я просто отправила ей ключи, причем я сказала, что мне нужно срочно, опять же, с отеля, по-моему. И мне с отеля отправили этот ключ. И мама получила, когда она вернулась вечером домой, ей ключи уже принесли. Ну, там, в офис, что ли, в общем, куда мы договорились. То есть, Наверное, речь идет о курьерской службе, да? курьерской службы, да. То есть я имею в виду, что вся инфраструктура, вся бытовая вот эта вот, да, это как бы атмосфера, как это называется, среда, она сделана так, что ты Мгм. ни о чем не думаешь, о ней не думаешь. То есть ты думаешь о более нужных, важных вещах. Вот это, наверное, вот второй момент, что мне нравится. А если говорить более, там, может быть, хотят услышать какие-то культурные, да, какие-то философские моменты, ну, наверное, это то, что как раз, что японцы стараются не ну, то есть они очень четко подразделяют ваше, не нарушать личное пространство. Вот Мгм. насколько все очень плотно, да, население такое плотное, если вы даже можете вот прижатыми там ехать в общественном транспорте, но ты понимаешь, ты чувствуешь, что твое пространство никто не влезет без твоего согласия, да, или разрешения. Вот, и это во всем, во всех делах. И еще люди здесь стараются, ну, это опять же к личному пространству, возможно, что не, как бы, ну, не, ну, то есть какие-то неудобства создавать любому человеку. То есть прежде чем что-то сказать или подумать, ты думаешь, а удобно ли будет этому человеку? Есть такое в культуре в Мгм. японской, знаете, может быть, слышали даже где-то или читали. Например, у нас есть такое же иногда, что там, а ты знаешь вот такие строки там или такое произведение, да? Ну, я даже сама могу так спросить, случайно, может быть, или даже, ну, не знаю, там, какого-нибудь
писателя или поэта. И иногда могут как бы немножко со злорадством как бы про тебе продемонстрировать, что человек умнее тебя. У нас, кстати, это нормально, да, считается, что каждый человек старается показать себе, вырваться вперед, что а вот я знаю, а вот я вот ну, умею, да. А у японцев наоборот, если ты говоришь, что этому человеку будет неприятно. Не тому, которому ты попытался там сказать, доказать, что ты лучше, а тебе будет хуже, ну как бы неприятно, что ты так человека поставил в неудобное положение. Вот это вот очень тонко, как бы очень четко как бы чувствуется, да, отслеживается. Вот. Вот этот момент, наверное. То есть это, мне кажется, помогает жить в таких вот больших таких обществах, ну, в таких плотнонаселенных, да. Ну, и если бы в Кыргызстане так делали, мне еще всегда кажется, знаете, любой какой, вот что бы я сейчас не говорила, культурную какую-то особенность, в Кыргызстане у кыргызов это все было когда-то. Вот кыргызы же никогда так впустую не говорили. Вот вспомните просто, вот раньше, я просто представляю, как у нас в юрте сидят, да, люди, и сидит аксакал. Да даже про моего дедушку рассказывали, которого я, в принципе, не видела. Но когда заходит мужчина там, ну или как бы старший, да, член семьи, все же молчат, дети не шумят почему-то, никто ну как бы не это самое, да. То есть все слушают старших. Лишнее никто ничего не говорит, не спорят, да, не дискутируют там, если не спросили твоего мнения. Вот это же у нас все было. Я не знаю, как-то это можно возродить. У нас же каждое слово было на вес золота, да, вот в любом произведении читаешь, даже, да хоть Манас, да хоть какое. Или, например, совесть, да, тоже. Это же тоже было у всех очень такое сильно развито, да, вот это тонкое чувство, что это что-то вот уят, да. Уят сейчас это слово приобрело какой-то оттенок не очень хороший, но в свое время это же было прям такое очень емкое, такое веское слово, да. Вот такие моменты, может быть. Вот тоже, опять же, вот общинами жили, тоже сосуществовали же, то есть они же считались мнением, да, других. И самое страшное, я знаю, что вот у кыргызов же, ну, как бы, наверное, все знают, что было это, когда тебя могли просто, да, исключить из общины. Это же самое страшное. Это все равно, что, да, тебя оставить умирать практически. Вот это вот у японцев как бы есть до сих пор, по-моему. Но сейчас у них вот этих мегаполисах немножко меняется, и это не очень хорошо. Японцы, например, которых я знаю, которые были в Кыргызстане, им что нравится в Кыргызстане, как раз таки, что у нас очень сильны еще семейные ценности, вот эти, да, что здесь за семью держится, что у нас, если у японцев на первом месте работа, да, работа, потом друзья, потом семья, да, скажем так, а может даже на четвертом, то у кыргызов же всегда семья. Японцы, когда некоторые возмущались, которые вот работали, да, с Кыргызом, они говорили, возмущались почему? Потому что Кыргыз там, вот у меня похороны, а кто у тебя умер? Там мама. Твоя мама? Нет, мама друга или там друга подруги и так далее, но мне нужно на похорон, да, мне нужно помочь. И бросают работу и уходят. Японцы, как это, да? Ну, то есть невозможно. Но это же как раз и ценно. То есть в Японии это как раз перебор идет. Сейчас вот жизнь показывает, практика показывает, что Там нельзя так. индивидуализм, а у нас больше коллективизм, и это вот разрез. Коллективизм в Японии тоже есть, но он больше сосредоточен на работе, понимаете? То есть работа на Да, первом месте, прежде всего. Вот. А у нас все-таки, по крайней мере, пока еще семья. Вот. И это, наверное, хорошо. Вот. Но это уже как бы, даже не знаю, плюсы и минусы, да, это уже кто как решит. Но вот мне кажется, что вот такой есть особенность. И, это я уже наоборот, да, сказала, что у нас были такие и есть, то, что у нас есть. Ну, я имею в виду, что у нас все это когда-то было, то, что вот хорошее, если будем перечислять в Японии, да, в японском обществе, мы где-то очень похожи, вот эти вот общественные устои, что раньше в японских домах жили большими семьями, у нас тоже жили большими семьями, это само давало как бы определенные правила, да, поведения вот в семье или в общине. У нас это все было, просто нужно это как-то вспомнить, может быть, да, как-то возродить, что ли. Вот. ну, в условиях глобализации идут разные процессы. И индивидуализм тоже имеет место быть, и коллективизм тоже. Но видите, в нашем случае мы немножко еще не отошли от ценностей Мгм. Советского Союза, который прививался, Мгм. внедрялся, да, и Да. укреплялся в какой-то степени вот целенаправленно. И Да, сейчас да, да. очень много, очень большой доступ к информации у всех, и очень
большая возможность получать много информации, но при Мгм. этом другой вопрос, насколько мы можем правильно, четко это анализировать, брать то, Давай, да. что нужно, либо то, что хотелось бы, Мгм. да, и избавляться от лишнего. И вот Ну, посредством анализа вот эту мгм. информацию обрабатывать. Вот Ну этих вот навыков смотрите, опять чуть-чуть не же, хватает. опять же, да, вот чтобы разобраться во всей этой куче, да, вот у вас большая куча информации, вот чтобы во всем этом разобраться, и, да, нужно же какой-то стержень иметь, от чего отталкиваться. А у нас это как будто вот действительно отняли, потому что кыргызское все отмели, ну, как бы наложили советское, которое тоже было, ну, где-то тоже были свои хорошие там, да. То есть я не считаю, что совсем все плохо было. Ну, как бы, э, как, если какие-то моменты определенные брать, было же и хорошее тоже, да, то есть то, что вот, допустим, я себя считаю абсолютно советским ребенком. Это было то, что мы любим книги читать и так далее. Я не к тому, что сейчас молодежь не читает. Молодежи сейчас интернета вот так хватает. Зачем им книги читать практически, да? То есть они даже, да сейчас маленькие дети, вот я смотрю, они знают и видят намного больше, чем мы в свое время. А у нас, советских детей, только книги и были. Но я просто к тому, что вот эти, опять же, да, общечеловеческие ценности, в советское время тоже были свои. И их нам сильно как бы насадили, мы как бы их впитали, ну, как бы внедрили, впитали, а потом взяли и это тоже отобрали. У нас, получается, ни прошлого не осталось, ни советских. Ну и что? А кто мы? И что теперь? А теперь мы пытаемся что-то набрать там, давайте по китайской там, или американской, или европейской, ну, западной, там, или восточной и так далее. Невозможно, нужен какой-то стержень. Так Наверное, что же должно быть тогда, Селия, вот по-вашему? я и говорю, нужно вернуться к своим корням, наверное, мне так кажется. Нужно все равно как-то, ну, адаптировать к современным реалиям, понятно, но все равно вспомнить, да, свои корни. Мгм. Может быть, где-то читать. Мы же много не знаем. Не потому что, ну, как бы, не хотим, не знаем просто. А вот через что, какими путями вернуться к корням? И что конкретно вы подразумеваете под корнями? То есть это язык, это история, Да, да, это да. культура, это что? Это наши Я адаты. Но там тоже есть, как вы сказали, и плюсы, и не- минусы, и то, что негативно влияет сегодня вот в наших современных условиях в контексте демократии, да, в контексте тех же самых вот, Мгм. как бы, даже общечеловеческих ценностей. Ну, Поэтому это вот настолько очень сложный, емкий вопрос. ну, давайте разделим вот эти вот, сейчас то, что вы сказали, да, это все правильно, но на два давайте разделим. Смотрите, а, ну, так у меня в голове так складывается, что а, первое, так, что-то я мысль потеряла. Первое, да, что а, я думала очень долго, как это все, да, можно, ну, восстановить, что ли, или привить. А, Это, наверное, все-таки образование. Как ни крути, это образование и культура. Раньше я все-таки думала, ну, какая, ну, культура, ну, это хорошо, но это, наверное, не сейчас. Нужно экономику, бизнес развивать. А сейчас я все-таки больше прихожу к мысли, что все-таки образование, культура. Вот все-таки это как бы у нас, как бы, вот, я не знаю, это нужно, сейчас это можно целую философскую лекцию прочитать, почему я так считаю. Но это первое. А второе, то, что вы говорите, там, в наших конях тоже были плюсы и минусы, так это же понятно, так, поэтому их нужно, чтобы их адаптировать к нашим реалиям, нужно же их сначала узнать, ну, то есть знать, да? В советское время нам это все не давали. И, конечно, я понимаю, сейчас может быть все по-другому, а получается, что мы в свое время это не изучали, не знали. Я сейчас, например, читаю, вот в Акипресс есть, ну не сейчас, а в свое время читала. Есть же там рубрика вот именно про кыргызские все обычаи, традиции, хорошая такая рубрика. Э, Там очень много, то есть там такие вещи, которых мы вообще не знали. Ну, то есть как бы ни сном, ни духом нам. В советское время вообще нам говорили, что у нас такого не было. Вот. Ну вот Ну, то смотрите, есть, еще один пример, да? Это вот, мгм. к сожалению, это тоже превратилось в некое, да, это не тенденция, это не привычка, это как норма в обществе, что ты обязан провести той. Причем этот той, А, он под разными названиями будет каждый раз, да? То есть сперва свадьба, потом это тушотой, потом это беши той, потом это мгм. еще один той, там, я не знаю, Да, я шереме, понимаю, о чём ты. үй той, машина алсаң машинаға да той, анан 50 жашқа толсаң 50 жашқа дағы той. И вот таким образом это Как я говорю, разновидность той. А главное, что вы общество, участвуете? в том числе и финансовые институты, стимулируют это, создают условия, выдают даже кредиты на эти тои. Да. И выясняется в результате, через 3 месяца развод, молодая пара не смогла найти общий язык, не сошлись с характерами, но кредит остался.
миллионные Вот кредиты этот вопрос осталось. же давно поднимается в обществе. То есть получается, что этот вопрос волнует не только нас с Это вами, а вообще концепт, как бы... дешевый фарс. Зачем он нужен? Да если нужен, то почему в таких вот объемах, масштабах? Да? Ну вот смотрите, тут надо все-таки различать. Сам, вот как сейчас это проводится, это же не, ну как бы, если вы к тому, что это наши обычаи, как бы минус, как в минус, да, скажем так. Так вот, Нет, надо же нет, нет, нет. разобраться, Я просто почему говорю, той проводили. говорю о том, что это немного видоизменилось. Если раньше для чего проводили Ну, той? Бут алыш үчүн, вот, вот, вот. Вот, элдин это нужно... алдынан жүзүн ачыш үчүн. Да, мынакей биз турмуш курдук мисалы, либо там мы үйлүү жайлуу болдук, батаңарды бергиле, ыраазычылык бергиле, все, спасибо, да? Ырымдап берчүсүн берип, чайын ичирип Мгм. кетирип ийчү. Азыркы учурда болсо бул мындай көргөзмө болуп калды да. Кой, эл журт эмне дейт? Бул балдарына той кыла албады деп айтам, сөзгө калам Ну деп, вот, смотрите, намыстанып, кур намыс үчүн жасагандар дейт да. ну, то есть вы же сами как бы говорите, да, что это не совсем так. Так вот, я хочу объяснить, почему. Раньше почему проводили такие огромные, ну, большие тои, да? Ну, во-первых, условия были совсем другие, да? Не как сейчас. То есть сейчас есть очень много дел, которыми можно заниматься помимо тоев. А в то время это было не так, скажем. Это первое. А во-вторых, почему делали той большой? Потому что люди же жили далеко друг от друга, да, стойбища были далеко друг от друга, да, вот эти вот джайлолор, да, или вот эти вот общины. И поэтому, когда к тебе, извините, родственники приезжают, там, родные, да, или знакомые, ну, скажем, да, издалека, которые там могут ехать тебе 3 дня, да, допустим, то, естественно, сен қонақтойсың, да, ну как, да, ты же просто так и не отпустишь, как и соседа, например. То есть это было обусловлено, это было оправдано. А то, что сейчас делают, оно совсем не оправдано. Это как бы, мне Да, кажется... и здесь же вопрос ценности, да, потому что, допустим, опять-таки в контексте миграции, когда человек Только несколько лет работает, добавить, а мы знаем, что миграция да, да. Я это только очень добавлю, сложно, это не значит, что они сидят в офисе, зарабатывают там, я не знаю, сотни тысяч, да, ну, да, долларов, да, этот условно момент говоря, тоже. а потом Я приезжают, и они ездят на этих машинах купленных, да, за свои деньги, но при этом люди думают, вот, приехал крутой, шикарный деловой, на самом-то деле там очень много труда вложено, очень много усилий. Мы не знаем, в каких условиях они жили, в каких условиях они работали. Если это строители, это допустим, да, прям вы подчеркнули, больной что в момент. основном мигранты это чернорабочие. И Это прям потом, больной насколько момент. оправданно тратить эти ресурсы на эти тои, да? Может быть, лучше было бы внедрить это в бизнес и уже инвестировать, допустим, в таком направлении, эти Однозначно. средства. Однозначно, это как про удочку и рыбу, да? То есть не рыбу, да, а удочку. Это однозначно лучше. Но как это вот изменить, да? Это другой вопрос. Я имею в виду, я не хочу сказать, что нужно полностью отменить. Это все равно как бы часть нашей культуры, не отменишь. Но может быть как-то в разумных пределах. Везде Вот должен как быть... раз в этих разумных пределах мы и не можем никак внедрить. Так, конечно, хотелось бы, чтобы в этом направлении, опять-таки, да, запретить тои, это, наверное, в то Нет, же время запретить нельзя. и неправильно, потому что люди накопили, ну, не все же в кредит делают, да? Ну, смотрите, Но другой в то же вопрос, время что... есть другая сторона, когда поминки мы тоже делаем очень большие расходы, да? Да, И опять-таки даже вот живности люди зачастую берут в кредит, да? То да. есть вот это такой вопрос очень сложный Ну, вопрос, и если наше может общество быть, это будет принимать, может то быть, как раз тогда таки это здесь еще. и нужно какую-то волю изъявить, да, как говорится. Раз люди сами не могут к этому, да, дойти до этого, то, может быть, действительно государство должно регулировать. Вот вы говорите, кредиты выдают на то, а может быть, запретить? Ну, то есть не запретить, а какие-то сделать определенные требования, ограничения на выдачу кредитов. А здесь, видимо, чьи-то интересы, да, финансовых институтов задеваются, поэтому и не отменяют. Ну, мы с вами смогли обсудить очень много разных вопросов, в том числе это один из экономических составляющих, да, потому что Да. а, хотелось бы, чтобы общество имело какую-то финансовую грамотность, да, более Да, эффективно тоже. используя эти Да. финансовые ресурсы, которые пользы можно Это было бы уже Да, это и уже вот наши реалии, эффективнее, да, да. А использовать. если брать именно с японского общества, как это можно, да, что можно взять, то надо сказать, что японцы во всем очень сдержаны. Они не проводят вот такие вот пыль в глаза. Когда мы проводили вот конференции, о которых я говорила, мне Кыргыздар говорят, нужно как бы допустим, на кофе-брейк обязательно какие-то сладости там и так далее. Я говорю, не надо, японцам достаточно воды, кофе, чай. Все, воду, кофе, чай. Даже чай можно не давать, кофе, воду, как правило, они пьют. Все, не надо. Вот то есть это как бы обычная практика. Когда японцы видят наши кофе-брейк, они просто как бы у них глаза на лоб лезут. Потом то же самое с ужином было, да.
вот не надо сильно вот это вот, потому что особенно, когда японско-кыргызские идут мероприятия, да, то это очень явно. То есть это, знаете, как, э, Контраст. ну, как бы японцы же знают наши реалии, да, и откуда эти деньги и Да. так далее. И куда. Мне вспомнился один случай, это был 99, ой, нет, 2001 год. Мгм. Приехал один иностранец в рамках программы международной организации. Это были исследования, и мы показывали в Баткенскую область. Мы проехали по селам, показали цветок Айгуль. Ну и в результате, в конце своей миссии он сказал: Парадоксальная ситуация, вы называетесь бедной страной, но практически каждая женщина в золоте». Каждая женщина что? В золоте. А, в золоте. Золоте, да, то есть золотые сережки, кольца, цепочки Это были же, на всех практически женщинах в бедных селах, приграничных селах, да. То есть это вот один из это же прям таких must have примеров. был, как говорится. Да. Аселя, вот здесь есть пожелания, я зачитаю их. А, Мгм. Куан Карбаев учурашып саламатсыздарбы, ийгилик каалайм дейт. Анан Калыков Рахмат. Эркин ийгилик каалайм дейт. Так, у нас Акмыр здесь пишет: Асель Иди, очень рада вас видеть. Мне тоже Да, так, еще вопросы. Я приятно. просто почему-то именно вопросы. Аселя, вы большая молодец. Куан Карбаев, Спасибо. Не знаю почему. Назар Абдуллаев. Очень многие Спасибо. пишут: вы большая молодец. Очень много хороших пожеланий. Спасибо большое Так, всем. Ну, спасибо, что вопросов не пришли вижу. Аселя, послушать. вы Это есть же- вопросы? Нет, по-моему, особо больше нет, да? Да, мне кажется, мы исчерпали очень, очень много вопросов, потому что в рамках беседы обсудили практически все, что наболело за последнее время. Я имею в Мгм. виду за 17 лет, которые мы с вами не виделись. Мы сделали небольшой так, дискурс, нашу экономическую, нашу социальную ситуацию, да, в Кыргызстане, Японии, и Мгм. немного поговорили о вашей семье. Спасибо за открытый разговор, Аселя. Я очень рада Спасибо была вам. услышать вас, увидеть вас. Я очень Спасибо. надеюсь, что у вас будут еще больше успехи, и, возможно, да, Спасибо. вот ваша инициатива, как это сказать, самостоятельного плавания, она перерастет в Мгм. нечто большее, и мы сможем А, уже в рамках больших инвестиционных проектов с вами сотрудничать и встречаться. очень надеюсь. Может быть, просто встретимся Да, уже вживую. конечно. Тем не менее, всегда рады. Мы очень хотим, чтобы наши соотечественники за рубежом чаще приезжали в Кыргызстан, имели больше возможности общаться со своей семьей, а Да, главное, всегда были здоровы. теперь будем чаще и подольше находиться там. Давайте Теперь уже приятных снов. посвободнее. Да. Спасибо, хорошо. До свидания. Ладно, всем счастливо. Спасибо вам.